в этот раз, да, пойти по проектам и ничего не смешивать. Мы на установочном немножко уже про фонды поговорим, и совсем про другое, там все, что уже на следующий год будет, да. А сегодня у нас такая насыщенная программа, и мы закончим в 6 часов, коллеги, понимаете? Вот сколько сейчас здесь сидят, вы обязаны быть до 6 часов, я всех запомнила, да? Не проконтролируешь тех, кто онлайн, конечно. И вот я смотрю, у нас очень много коллег будет из республики. Это очень важно на самом деле, слушать своих коллег из других, именно ЦБС города, республики. Также у нас наши же будут выступать. У нас будут федеральные эксперты. Очень рад здесь Валерию Владимировну еще раз видеть, но вы с ней еще пообщаетесь, да, ее представят вам. А также, да, из нашей большой страны также будут очень такие выступления. Я вот, у меня еще надежды большие, да, вот на гений места и на Пушкинскую карту. Я прям это, если я не здесь буду, то онлайн точно слушать. Поэтому я очень надеюсь, что у вас будет насыщенный такой день, который вас мотивирует на такое прям профессиональное начало нашего метод-сезона, на наш весь рабочий активный сезон. Зарядитесь полностью какой-то очень важной, скажем так, энергией. И, ну что, в конце еще вот воркшоп ждет, и мне самой интересно, что это будет, наверное, вам самим тоже непонятно, да, что это, но обещает, что что-то полезное. Поэтому, коллеги, со всей серьезностью, да, как впитываем всю информацию, которая сегодня здесь будет, с которой вы уже будете дальше работать, начиная с завтрашнего дня, с понедельника, у кого как режим работы устроен. Так, спасибо. Хочу уточнить, Индира Петровна не присоединилась, да? Ладно, Индира Петровна не смогла, поэтому мы продолжаем. Всем удачного дня! И перед тем, как начать семинар, хочу сказать, что мы работаем в смешанном формате. Это значит и онлайн, и офлайн. И нас слушают и смотрят коллеги, да, в YouTube. Вы можете там написать ваши комментарии в чате, и мы будем их зачитывать, да, вопросы и комментарии. Итак, мы начинаем. Гений места в самом простом понимании человек, который оберегает неповторимую атмосферу территории. Очевидно, что за этим выражением скрывается множество смыслов, лежащих в основе философских концепций и креативных направлений. Понятие «гений места» обрело современное звучание в рамках федерального проекта. Об этом нам расскажет из первых уст Валерия Владимировна Яшкова. Здравствуйте, коллеги. Очень рада быть снова здесь. Мы у вас были месяц назад, нам очень все понравилось, поэтому я с удовольствием согласилась принять участие сегодня еще раз. Расскажу вам о нашем проекте, я думаю, многие о нем слышали. Он таким пока остается непонятным для многих, потому что там деньги зарабатывают, заставляют непонятное. Вот, поэтому давайте я вам расскажу, попытаюсь сделать это максимально простым языком, чтобы не было никаких переживаний, страхов. Все равно в модельным библиотекам, как минимум, в него нужно вступать к 30-му году всем. Вот, поэтому расскажу о проекте, позже задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, глупых вопросов нет. Я знаю, что многое непонятно, так что будем с вами разбираться. Итак, проект «Гений места». Это проект Министерства культуры и Российской государственной библиотеки. Хотя точнее будет сказать, что это проект Министерства культуры, просто РГБ назначенный куратором. Так, «Гений места» у нас состоит из таких 3 ключевых факторов. Креативная индустрия, локальная идентичность и библиотеки. Вот представьте 3 кружочка, вот как в олимпийском соединяются, да, так, и посередине гений места. Что такое креативная индустрия? Звучит как-то страшно, непонятно, и вообще, что это такое? На самом деле это было с вами всегда, вы просто сейчас это называется таким модным термином. Вот представьте, такая вот бабушка где-нибудь в глубокой сибирской деревне, Ивантеевка какая-нибудь, и сидит она, ткачет на таком станке. Это ремесло, от ткани этих платков, передавалось ей из поколения в поколение. То есть ей передала ее бабушка, бабушка ее бабушка и так далее.
Вот. И в округе все знают, что эта бабушка вот, владеет таким мастерством. И в округе все съезжаются из-за нее, то есть ее советуют, вот вы можете у меня купить этот платок. И, грубо говоря, эта бабушка держит на себе всю экономику села. То есть благодаря этой бабушке в село приезжают, покупают ее платки. И умрет эта бабушка, умрет вместе с ней и ремесло, которым она владеет, и вся экономика села. Вот это вот простым языком и есть креативная индустрия. Опять же, почему начали об этом говорить в последнее время так настойчиво? Почему это все нужно? Если вы посмотрите последние законопроекты, почему это все предпринимается, как-то становится понятно. А зачем все это делается? Природные ресурсы, они исчерпаемы. То есть нефть, газ, когда-то у нас все это закончится. Для чего появилась креативная экономика? Чтобы регионы сами начинали зарабатывать. То есть человеческий потенциал, он вот неисчерпаем. Понимаете, вот, то есть газ, нефть закончится, люди будут творить всегда. Вот знаете, на парах в магистратуре, на парах философии нам рассказывали о том, что человеку недостаточно просто слепить горшок из глины. У него всегда такая будет присутствовать творческая составляющая, ему необходимо нарисовать цветочки, там как-то украсить. Вот. То есть это об этом, о том, что человек творит всегда, он это делал, и он это будет делать. Вот. Да, это вот концепция развития креативных индустрий, то есть она до 30-го года как минимум на Западе, в остальных странах креативная индустрия уже плотнее входит в жизнь, то есть это уже там, 30 лет примерно это все существует. У нас сейчас только это все началось внедряться. Вот. Креативная экономика, креативная индустрия, это, грубо говоря, вот такая бабушка, и опять же, для чего все это делается. То есть всегда смотрите на законопроекты, которые предпринимаются. Тогда будет понимание, зачем мы в библиотеках вообще все это делаем, но сейчас к этому подойду. Также интересный очень аспект у нас в проекте «Локальная идентичность». Вот я люблю всегда у своих кураторов спрашивать, что такое, по-вашему, локальная идентичность. Вот. Буду рада услышать ваши ответы, что в вашем понимании это такое. То, что присуще именно конкретному месту. Да. А вот что в Якутии может быть локальной идентичностью? Культура, Алунхо, да. Вы знаете, я же тоже из Якутии, и для меня, я всегда вот своим библиотекам привожу пример, что для меня это Исаак, допустим, Усоха или Хапсагай, не знаю, такие национальные какие-то элементы, которых нет в других культурах, и за которыми люди готовы ехать, смотреть, проникаться. То есть, вот, допустим, мы после Якутии в прошлом месяце ездили в Костромскую область. Это не мой регион, но я туда очень хотела, потому что я нашла бренд кокошников. То есть девушка из Москвы приехала в Кострому, увидела, что с льном очень плохо обращаются, ей стало очень жаль этот лен, и она решила создать свой бренд кокошников и сумок из льна, и вот продает ее, грубо говоря, просто поехала из этого бренда на другой регион. Вот. То есть в Кострому можно ехать за льном, да, за какими-то такими своими особенностями, к вам едут смотреть Исаак и так далее, то есть Алунхо, вот это и есть локальная идентичность. Опять же, почему сейчас об этом так настырно говорят, зачем все это происходит? Для развития внутреннего туризма. То есть, поднимайтесь опять же выше, смотрите, вот креативная индустрия, чтобы развивать экономику регионов, локальная идентичность, чтобы поднимать туристический поток в самих регионах. И последний у нас аспект – библиотека. Почему все это дело происходит в библиотеке? У нас в России 40 тысяч библиотек, то есть это огромнейшая сеть. И библиотека есть практически в каждом населенном пункте. То есть не музей, не дом культуры, именно библиотека. И библиотека действительно может стать третьим местом, куда человек может прийти за какой-то информацией, не только литературой, но за ресурсами. Опять же, почему все это в библиотеке? В 2019 году начался проект по модернизации. Библиотеки модернизируются, то есть пространство переосмысляется, и очень, в принципе, скоро стало понятно, что такого физического наполнения недостаточно, нужно какое-то идейное наполнение. Тогда вот как раз-таки концепцию креативных индустрий приняли до 30-го года, и так звезды сошлись, и вот решили все это дело реализовывать в библиотеках. Вот. Если опять же вот перейдем по ссылке на библиотеку, там у нас последний документ за подписью Мишустина о том, что гений места продлен до 30-го года.
Так что мы с вами надолго, мы с вами будем реализовывать и работать. Ага. Ну так, в чем идея проекта, собственно? Тогда мы должны сформировать с вами современную инфраструктуру для того, чтобы экономика регионов поднималась. То есть люди создают такой локальный свой бизнес и на этом зарабатывают деньги. Опять же, создаем новые интеллектуальные продукты. Есть примеры проектов, я покажу позже. И для чего все это снова делается? Для сохранения культурного наследия. То есть то, что у вас такое интересное, особенное, на это мы делаем акцент упор. Миссия. То есть человек приходит в библиотеку, хочет узнать о проекте, допустим. Вот. Наша задача помогать развивать его творческие навыки. То есть мы находим таких талантливых творческих людей, помогаем им самореализовываться. То есть даем им образование, даем им почву, такую основу, чтобы у них была база для того, чтобы реализовать какие-то собственные проекты, собственные идеи. Мы помогаем ему заработать. Ну вот хочет он быть дизайнером, но не знает, с чего начать. Проект есть, вот ему помогает, даем образование, он учится, начинает делать свои проекты и, в принципе, вот, может дизайн-студию потом открыть, если будет как-то упорно работать. Направление оперативных индустрий, которые у нас в проекте, внимательно посмотрите, потому что у нас их только 14, и вообще, если вы будете изучать различные материалы, их гораздо больше, то есть их около 35. Ну, в нашем проекте пока 14, ничего нового придумывать не нужно, то есть там никакого прикладного искусства, у нас есть только искусство. Никакие ремесла, у нас есть опять же искусство. Да? Никакой фотографии. Фотография это что? Это тоже искусство. Там, библиотеки иногда пишут театр, музеи нет. Ну, искусство. То есть все подбирайте под одно из направлений. География проекта. Год для проекта пилотный, то есть 22 год. Мы начали в этом году только работать. В него вошли 189 библиотек, 70 регионов. Каждый год мы планируем добавлять по 100 библиотек примерно. Вот на 23 год у нас число стоит 101 библиотека. И к 30 году должны войти около 1000 библиотек. Ну, то есть конкретнее 988. Это, как правило, для всех модельных, но, знаете, у нас в проекте не только модельные библиотеки. То есть у нас, по-моему, 18 немодельных, среди них 5 национальных или областных. То есть тоже очень сильные, все хорошо работают, то есть нет каких-либо проблем, то, что модельные, не модельные, ресурсы у нас не те. Вот. Мы планируем открыть вот 101 точку в 2023 году. Так вот постепенно будем до 30 года реализовывать прирост примерно 100 библиотек. Куратор. Он помогает человеку сориентироваться в проекте, то есть рассказывает о том, что есть в проекте, какие индустрии есть, как он может реализоваться, куда дальше идти, какие мероприятия библиотека проводит. Он подбирает литературу, помогает использовать различные ресурсы, которые мы даем, да, в проекте. То есть у нас есть там телеграм-канал, у нас есть свой портал «Универ Гения», где мы различную информацию предоставляем для общего пользования. Также у нас проходит онлайн-обучение, я расскажу об этом позже, если кто-то не принимает участие в проекте. У нас есть онлайн-обучение для посетителей, помогает сориентироваться в обучении, направляет, то есть у него такая функция направляющая. Также он создает вокруг себя сообщество, вот это community management, какое-то модное слово, его наши библиотекари не очень любят, это просто про создание сообществ. То есть библиотекарь – это такой человек, который соединяет вокруг себя всех. То есть эксперты, спикеры, различные бизнес-сообщества, волонтеры и вот такие вот талантливые люди. То есть куратор в точке библиотеки – это такой человек, который объединяет всех. Также помогает расширять внешние связи. Я думаю, если вы библиотекарь, вы наверняка привлекаете различных экспертов, то есть у вас уже есть такой пул спикеров, мастеров, которые вам как-то способствуют вашей работе. Какая-нибудь школа искусств местная или музыкальная школа и так далее. Какие-нибудь местные частные мастера там Вот помню, смотрела сюжет по НВК Сахара про мужчину, который делает из кости мамонта различные украшения. Итак, наша образовательная траектория у нас делится на два направления. То есть образование для посетителей и образование для кураторов. Начну с образования для кураторов.
у нас проводится образовательный вебинар. То есть с февраля мы ведем такую деятельность, приглашаем ведущих экспертов в креативных индустриях. То есть это, допустим, Елена Зеленцова, которая непосредственно принимала участие в разработке концепции креативных индустрий, различные руководители креативных кластеров со всей России, там архитектурная школа Марш, допустим, Михаил Шатров, да. Кто еще? У нас были рельсы из Твери, смена из Казани, то есть достаточно такой большой пул вебинаров, где мы рассказываем, как создавать сообщество, как привлекать внебюджетные средства, как делать мероприятия и так далее. То есть на многие темы. Вот в конце месяца мы хотим сделать вебинар по работе с детьми в креативных индустриях. То есть, опять же, такой вопрос от наших библиотек. Если со взрослой аудиторией более-менее понятно, что нужно делать, то с детьми вообще пока непонятно. То есть, что дети могут такого сделать, чтобы дать какой-то выхлоп. Ну ладно, об этом позже. Итак, то есть мы проводим такие вебинары, и после каждого блока вебинаров у нас проводятся мастер-майнды. То есть библиотеки подключаются, мы с ними в такой неформальной обстановке, то есть это не такой типа отчет, давайте обсуждать, как-то стараемся в игровом интерактивном формате взаимодействовать, все в диалоге, чтобы это было легко, комфортно, то есть без какого-либо напряга, это все такой, там, тестики решаем, различные, не анкеты, вы знаете, ответы на правильные вопросы. Ну, в общем, это все интересно проходит. У меня многие библиотекари отзываются об этом с каким-то интересом, теплотой, поэтому вот. То есть обстановка неформальная. Образовательная программа от нашего ЦНО. Если кто здесь из модельных библиотек, вы наверняка знаете, что это такое. Многие проходят курс повышения квалификации. Вот также по гению места есть программа «Творческие люди». Библиотекари обучаются. Вот. И методическое сопровождение и поддержка каждой библиотеки. То есть у нас между собой в офисе распределены регионы, и мы всегда на связи, мы стараемся говорить, что вот, пожалуйста, звоните, пишите, мы всегда готовы вам помочь сориентировать, что у нас еще есть. У нас есть телеграм-канал, где мы публикуем различные материалы, то есть, которые вам необходимы для работы, какие-то новости по креативным индустриям. Вот. И у нас есть чаты вот, мы разделили регионы, то есть у нас есть чаты. Вот, допустим, у меня Сибирский федеральный округ, и у меня там все библиотекари между собой общаются и взаимодействуются там. У меня даже есть такой кейс, что кто-то из Новосибирской области помогает экспертами в Томской области. То есть, пожалуйста, мы только за, чтобы библиотеки между собой взаимодействовали вне региона тоже. Так. Это по образованию для посетителей, для наших кураторов. А что для посетителей у нас? В этом году у нас был конкурс. На конкурсной основе мы выбирали 100 посетителей по следующим направлениям, чтобы они обучались. Да? Это бренд-менеджмент, бренд-дизайн, SMM, маркетинг в социальных сетях и копирайтинг. То есть у нас получилось 100 победителей, по 25 на каждое направление. Люди обучаются программам от ведущих образовательных организаций, нетология, синергия и так далее. Вот, уже сейчас подходит к концу обучения. Дальше они ведут проектный трек. То есть они подавались с каким-то проектом, с идеей, и затем сейчас они начинают свой проект реализовывать. То есть они обучились, у них есть база того, что как они эти знания могут применить. И сейчас они будут вести уже свои проекты, то есть начинать как-то работать в сторону того, чтобы создать какое-то свое небольшое дело. Допустим, позже приведу примеры наших проектов. Относительно мероприятий, что мы делаем, какой у нас запрос на мероприятие. Методических рекомендаций в этом году не было, то есть мы никаких таких не давали прям инструкции и какого-то сопровождения. Мы только вот созванивались и в ходе диалога обсуждали, что нужно делать. Вообще идеальное мероприятие, на наш взгляд, это вот по формуле гений места равно направление креативной индустрии, это вот те 14, которые я показывала ранее, и получение какого-то навыка. Вот вы же чувствуете разницу между кинопоказом и дискуссией с кинорежиссером. То есть кинопоказ, люди просто пришли, посмотрели кино и ушли довольные домой. А дискуссия с кинорежиссером, то есть они
пришли, поговорили с режиссером, узнали о его работе, узнали о его дороге в этой индустрии, узнали, как снимать фильм, возможно, или написать сценарий, узнали, как работать с аппаратурой. То есть какой-то практический навык, получение знания, навыка, который человек может применить уже начиная свой путь в какой-то из индустрий. Или вот музыкальный концерт, или там, мастер-класс по созданию какой-то современной музыки с саунд-дизайнером. Вот, это все так модно называется, но вот там, знаете, диджеи сочиняют музыку, вот, возможно, с ним мастер-класс какой-то сделать. Вот, то есть, видите, да, музыкальный концерт, человек просто послушал и ушел, а мастер-класс провели, то есть он получил что-то, он уходит с каким-то багажом знаний или навыков. Вот посмотрите на мероприятие. Вот у меня есть в Новосибирске библиотека Салтыкова-Щедрина. Они сделали такой проект, это уже полноценный проект, не только мероприятие. Они выпустили подкаст «Голос города». То есть это подкаст молодых ребят. Они зовут на свои выпуски, уже вышло 5 выпусков, различных представителей города, там, допустим, мэр города, они рассказывают об истории архитектуры Новосибирска, рассказывают, какие есть перспективы, что предпринимается и так далее. То есть ведут такую деятельность в архитектуре и урбанистике, такую просвещающую. То есть что происходит в городе, как дальше нам быть и так далее. Вот. Или, допустим, Челябинская область, у нас в Магнитогорске есть библиотека, проводится киношкола с местным кинорежиссером, то есть Игорь Кончаров, да, он пришел в библиотеку и рассказывает детям, как снимать кино. То есть это целый цикл таких мероприятий, он обучает детей. Вот, это может быть таким. Или в Белгородской области местный видеоблогер, у которого много подписчиков, пришел и рассказывает, как снимать видеоблог, как вести блог, как привлекать подписчиков, как это все монетизировать. Тоже очень хороший кейс. Относительно наших посетителей, какие вот направления у нас есть. Первое такое основополагающее бренд-менеджмент. Вот девушка из Республики Карелия стартовала, да, у нас единственная библиотека в Карелии. Девушка решила создать свой маршрут, такой сайт, портал, где она рассказывает о том, как отдохнуть в Карелии, куда можно сходить, поехать. То есть, когда собираешься в Карелию, очень непонятно, где искать информацию. То есть все в разнобой, то есть ты сам самостоятельно это все ищешь, а тут она хочет приложить свои материалы, где остановиться, где поесть, что посмотреть и так далее. С помощью программы бренд-менеджмент она будет это все продвигать. То есть у нее полноценный курс, который поможет ей реализовать свой проект. Вот, кстати, да, я вообще считаю это каким-то удачным кейсом, вот создание таких маршрутов, потому что у нас в стране пока не очень развит, не особо развит туризм внутренний. Вот у меня такая моя личная боль в Якутии у нас как-то вот на Ленские столбы, вот я из Максаголоха, да, то есть мы с родителями ездили всегда на лодке. И я знаю, что если приедут туристы, они едут на пароме, да, на лодке. Это все стоит каких-то баснословных денег. Вот. А очень часто я слышу от москвичей такой запрос, что хочется отдохнуть на природе, в палатке, в лесу. Вот. И когда мы с коллегами приезжали в сентябре, коллеги очень хотели съездить, посмотреть Ленские столбы, и вот я знаю, что там в Кунихтахе есть дедушка, который может отвезти на лодке и там организовать такой палаточный отдых. Но вот если ты кого-то лично не знаешь, то ты туда вот так вот не попадешь. То есть это опять же все по каким-то личным знакомствам. То есть здорово было бы, если бы в Якутии был вот такой вот портал, где можно найти местных каких-то людей, которые способны, которые могут организовать такой отдых. Ну вот это моя такая идея, моя личная боль. Вот, надеюсь, это когда-то будет, потому что всем интересна Якутия, вот сколько слышу от коллег, все хотят посмотреть, приехать, но не понимают, куда обращаться, а пароходы на Ленские столбы ходят не всегда. Следующее у нас направление — дизайн пользовательского интерфейса. Вот у нас пример. Девушка из областной Рязанской библиотеки. Вообще библиотека, она не модельная, областная, да?
У них уже директор давно поняла, что у правительства такой прямой курс на креативную индустрию, и она решила создать арт-резиденцию. Я думаю, вы знаете, что такое арт-резиденция, это когда художники живут в какой-то квартире, в доме, там же живут, там же творят. То есть художники, музыканты, скульпторы, они все там делают. Вот. И библиотека собирается открыть такую арт-резиденцию. А Евгения, которая обучается по направлению дизайн, она собирается создать сайт, точнее дизайн сайта для этого портала, для портала арт-резиденции. То есть она собирает брендбук, какие-то элементы, она собирает так адаптировать для удобства пользователя. Опять же, что такое дизайн пользовательского интерфейса? Это когда люди создают дизайн сайта, который будет удобен для пользователя. Вот опять же, знаете, как Apple, вот я долго отрицала Apple, но на самом деле это действительно удобно, там очень все интуитивно, и вот дизайнеры пользовательского интерфейса занимаются тем, что адаптируют для человека какие-то интуитивные вещи, которые помогают ему ориентироваться вот на сайте. Вот, то есть Евгения сейчас уже закончила обучение и начинает делать такой вот дизайн этого портала. Копирайтинг. Девушка у нас из Черняховы, Иркутская область, пошла таким сложным путем. Она хочет сделать вместе с куратором библиотеки, такая у нас куратор активная, хочет сделать фестиваль, где будут присутствовать различные мастера Иркутской области. Вот. И затем об этом фестивале снять фильм с местным кинорежиссером. Они выиграли грант на эту реализацию. Вот. Снимут фильм, и затем Наталья будет писать об этом фильме и продвигать с помощью копирайтинга, то есть она обучится вот сейчас на копирайтинга, простите, и будет продвигать своими текстами этот фильм. Какой-то сложный путь, но довольно-таки интересный. И вот у нас уникальный случай, маркетинг в социальных сетях. Мы хотели сделать такую программу для детей, потому что у нас 43 детских библиотеки, детских, юношеских или юношеских. Вот, то есть у нас был такой запрос, чтобы сделать программу для детей. Но, к сожалению, не все дети смогут учиться дополнительно помимо школы на какой-то 6-месячной программе, поэтому мы сделали вот для 14 лет у нас маркетинг в социальных сетях. На остальные программы у нас 16+. Вот. И у нас мальчик из ПГТ Лунина, это в Пензенской области, он обучается вот на маркетинге в социальных сетях, уже заканчивает. Он собирается создать портал, где будет рассказывать о том, что происходит в районе. То есть он уже создал канал, и там публикуют различные материалы, где рассказывают, какие мероприятия проходят, какие новости, что интересного в местности происходит. То есть привлекает туда молодежь, там уже много подписчиков. Вот, он рассказывает о такой культурной жизни своего района. Не только села ПГТ Лунина, но и всего Лунинского района. По отбору. Я не знаю, собирается ли кто-то в этом году из вас участвовать в отборе. Я вот сводила вчера Республику Саха-Якутия в отчет и видела, что у нас 6 библиотек в отборе принимают участие. Вот. Так, у нас в этом году такая очень уже непростая система. В прошлом году не было никакого отбора, то есть кому сказали входить, те и вошли. В этом году мы уже будем отбирать так тщательно, скажем. У нас есть анкеты, эссе, исследования концепции и видеопрезентации. Что такое в анкете? Мы задаем такие вопросы по поводу ваших ресурсов. То есть сколько у вас людей в штате работает, на какую ставку вы работаете. То есть у нас в этом году очень много случаев, когда библиотекари работают на 0,25 ставки. То есть у них не хватает физических ресурсов, то есть это довольно сложно. Или в библиотеке работает там, 1,5 человека, ну это сложно, проект тянуть с такими ресурсами сложно. Вот, и мы хотим в этом году взять библиотеки, у которых будет более 2 человек, то есть чтобы проект был посилен. Потому что кто-то заболевает или уходит в отпуск, все, проект стоит на месте, то есть ничего не происходит, ничего не делается. Вот, опять же, чтобы избежать подобного, вот, анкета у нас это про ресурсы. Эссе есть у нас в приложении официальном
когда мы отправляли письмо, там в приложении есть вопросы к эссе, что мы требуем. Если кто-то здесь из библиотек, которые подаются в этом году, мой совет: пишите на эти вопросы ответы максимально простым языком. То есть там, что такое креативная индустрия? Не надо писать копипаст Google, это сектор развития креативной экономики. Не надо. Просто пишите, как вы это понимаете, своим простым языком, чтобы вам было понятно, и чтобы нам было понятно, что вы понимаете. Вот. То есть это эссе, это ответы на вопросы максимально простым языком. Исследование и концепции, которые выполняются по шаблону. Это очень-очень объемная работа, она примерно на 20-25 часов. Действительно придется узнать свою аудиторию, узнать, какие ресурсы есть не только у библиотеки, но и в районе, в вашем населенном пункте. То есть, допустим, вот в Махсаглохе у нас, если библиотека подастся когда-то, у нас цементный завод, да, то есть это тоже как потенциальный партнер, спонсор, какая аудитория рядом, кто эти люди вокруг вас, то есть это очень объемная работа, мы рекомендуем заложить прям большое количество времени на это. Вот, и видеопрезентация концепции. Есть требования, опять же, к приложению, то есть как снимать, по какому формату. Если кто здесь, опять же, подается, просто вот садитесь и снимаете себя, свое лицо, потому что, знаете, были такие случаи на конкурсе для посетителей на обучение, когда дети снимали просто видеопрезентацию с экрана. То есть так делать не надо, вы себя снимите, что вот я куратор такой библиотеки, я сотрудник, вот расскажу вам, что у нас есть в библиотеке, представлю нашу концепцию. Все максимально просто. Я знаю, что это для многих сложно, возможно, вот для меня сложно снять себя на камеру или выступать, но это выход из зоны комфорта, это в работе нам всегда нужно, пригодится, поэтому приходится вот такими способами выходить из зоны комфорта. Так, к заявке прикладываем все приложения, концепции, видеопрезентацию и отправляем все единовременно. То есть по отдельности ничего отправлять не нужно, все одним, не документом, да, там, все одним разом. Да, заложить 20 часов, это минимум, мне кажется, потому что очень-очень объемная работа. Кого мы будем отбирать? То есть, опять же, сотрудник, который может заниматься проектом не менее 10 часов в неделю. То есть это как минимум 2 часа в день. Не всегда возможно это будет происходить именно по 2 часа в день, но человек работает на полную ставку. У него есть ресурс физический, у него есть эмоциональный ресурс. Знаете, вот я недавно проводила встречу с Новосибирской областью, и там куратор, у нас библиотека такая, она очень сильная, и куратор говорит, невозможно вести проект без собственного интереса. То есть если у вас нет, пока душа не лежит и непонятно, будет сложновато. Если человек сам, куратор библиотеки, заинтересован, то все пойдет очень легко, все пойдет в кайф, грубо говоря. Вот. Иметь не менее 2 сотрудников, опять же, потому что кто-то уходит в отпуск, кто-то болеет, заменять вас некому. То есть, чтобы вы могли кому-то передать свои дела. Опять же, не пренебрегайте помощью волонтеров. Это прям очень хороший ресурс, очень хорошая помощь. Если у вас волонтеры есть, пожалуйста, задействуйте их. Иметь площадку для проведения мероприятий. Я думаю, у модельных библиотек с этим никаких проблем не должно возникнуть. И, в принципе, у библиотек всегда есть такое пространство, где можно сесть и провести мероприятие. Вот. Wi-Fi, розетки, это все понятно. Ну и быть готовыми выполнить все задания конкурса, потому что работа объемная. Пока у нас, я вот вчера смотрела, то есть нам нужно отобрать 101 библиотеку, пока 44 заявки поступило, но до 1 ноября еще есть время. Какие библиотеки станут участницами в этом году, которые хорошо понимают цели, задачи, идеи. То есть если нет понимания, а зачем все это делается, тогда будет сложно. Вот. Если вы понимаете, а для чего, то есть для чего этот проект вообще появился, как он поможет окружающим вокруг меня, как он поможет мне лично, тогда все хорошо, и мы будем рады совместной работе. У вас уже есть начальный опыт проектной деятельности или вы хотите в нем развиваться. Вот.
То есть мы приветствуем ваше желание, будем вам помогать развиваться в проектной деятельности, то есть как грамотно вести проекты. У вас есть мотивация, понимание, естественно, ведут работу над исследованием, над исследованием концепций. Опять же, обратите внимание на такие мелочи, как грамотность, хотя это не мелочь. Пишите, пожалуйста, грамотно, внимательно. Ну, иногда бывает, там, поторопились, что-то не так сделали, проверьте, пожалуйста. У нас есть такой случай, что написали место названия региона, цифру, ну, то есть там не Республика Саха-Якутия, а 14 регион. То есть, ну, вот на такие вещи, пожалуйста, обратите внимание. То есть мы очень приветствуем, когда все написано грамотным, понятным языком. Выполняют все требования к видеопрезентации, то есть требования есть, пожалуйста, обратите на них внимание в приложении, там ничего сверхъестественного. Какие у нас вообще задачи в этом году, на 2023 год? Проводить не менее 3 мероприятий. Опять же, в 2022 году у нас вообще не было никаких KPI, то есть не было никаких показателей, которые мы ставили перед библиотеками. Мы пока смотрели на то, какими ресурсами библиотека располагает, что вообще они могут. Вот. С 2023 года у нас уже начинают появляться такие показатели, то есть 3 мероприятия в квартал, может раз в месяц, как вам удобно. 1 с привлечением партнеров, 2 просветительского характера. Также мы просим вести соцсети, то есть независимо от того, какой это канал, то есть ВКонтакте, Телеграм и так далее, раз в месяц нужно публиковать о проекте, то есть какая у вас деятельность ведется, возможно, о каких-то людях, то есть сделать такую рубрику. В течение 2023 года реализовать не менее 1 проекта. Страшно звучит, возможно, кому-то нет. Что такое проект? Вот как, допустим, я показывала у Новосибирска, они записывают подкаст. Вот, допустим, это проект. Или цикл мероприятий по какому-то из направлений. Это же тоже полноценный проект. Вот, допустим, у меня Хакасия, у них цикл мероприятий для детей по робототехнике. То есть дети создают 3D-ручкой роботов, рисуют, дизайнят. В общем, это полноценный проект. Почему нет? Задачи проектного офиса. Так, кто-то из национальной библиотеки здесь сегодня есть, нет? То есть постепенно функция нашего проектного офиса будет смещаться на проектные офисы в регионах. Допустим, мы проводим такие встречи, со временем это станет невозможно, вот эти мастер-майнды, да, потому что библиотек все больше, и то есть мы будем проводить уже мастер-майнды с кураторами проектных офисов, и проектные офисы будут проводить у себя в регионе такие же встречи. Также контролируют отчетность. Ну, с этим все хорошо. Кстати, у Якутии какой-то итоговый отчет за 2022 год просто идеальный. Спасибо большое проектному офису. Мы прям его показывали как пример. Так, оказывать информационную поддержку. Что нужно? Допустим, выход на СМИ, выход на различных партнеров. Вот знаете, у меня в Иркутской области, вот этот Черемхово, о которой я говорила ранее, это шахтерский город. Шахтерам они вот этой организации пишут, они все пока не отвечают, никак спонсорами становиться не хотят. И вот мы сейчас хотим попробовать зайти через проектный офис или через Министерство культуры, да, то есть чтобы попросить помощи, содействия, материальном, возможно, там в каком-то другом ресурсном виде. Вот. То есть проектный офис оказывает уже такую поддержку. Выход на СМИ, как правило. Вот. Это такое основное. Так, как податься, в какие сроки? До 2 ноября. Времени уже совсем мало. Все прикладываем к онлайн-форме. Вот. На сайте Новая библиотека все можно найти. Могу, если нужно, продублировать письмом различные ссылки. Вот, это наш портал любимый. То есть это вся та информация, которая есть в наших вебинарах. Вот, пропустим вниз. Так, то есть мы отвечаем на такие вопросы, что такое креативная индустрия, как развивались они за рубежом в России, как начинают. Вот, можете, пожалуйста, чуть ниже пролистнуть. Здесь есть вебинар, например, «Механика привлечения внебюджетных ресурсов», часть 2. Пожалуйста, перейдите по нему. Вот это, ага. Вот, допустим, выступали наши партнеры из города Тверь, креативный кластер, культурный центр «Рельсы», то есть культурный центр был создан.
Грубо говоря, по инициативе жителей все на него, так сказать, скинулись, и вот культурный центр проводит мероприятие, то есть это такая точка протяжения всего города просто-напросто. И вот наши коллеги вели вебинар, рассказали о том, о своем опыте, как взаимодействовать с партнерами, и здесь, если ниже спустимся, вот есть о спикерах, вебинар сам видео, так. И там чуть ниже есть информация, они, допустим, советовали ресурсы, где можно найти различных экспертов в плане, если вам нужна какая-то юридическая помощь, но никто вам ее не собирается оказывать бесплатно, вы можете на этих ресурсах поискать. Там внизу, ладно, прикурили тогда, по-моему, чуть пониже. Вот. Или вам нужен айтишник, но вы айтишника не можете найти бесплатно. Вот. На этом ресурсе можно найти. Вот, то есть такого вида информация есть вот на нашем портале, вы можете ее искать, смотреть. Вот, пробона называется, да, вот смотрите, где искать партнеров. Теплица социальных технологий, платформа Pro Charity, Pillnet и так далее. То есть, обратите внимание, есть вот такие вот люди, просто которые готовы работать за идею. Вот, можете на них искать. Ладно, это я хотела показать вам наш портал. Пожалуйста, пользуйтесь, это все в открытом доступе. Смотрите, проникайтесь информацией. Надеюсь, это вам будет действительно полезно. Можете мне писать, там есть коллеги поделятся моим телеграммом, моей почтой. Так что не стесняйтесь, буду рада ответить на ваши вопросы. Все, спасибо большое. И мы переходим к следующему спикеру. И один за другим вообще в библиотеках мира открываются мейкер-спейсы. Знакомое слово? Нет? Хорошо. Сейчас нам об этом расскажет Мария Раймондовна Тимофеева, заведующая сельской модельной библиотекой филиалом номер 13 Библиополе. Добрый день, уважаемые коллеги, гости. Я буду зачитывать с телефона, простите, волнуюсь просто, думаю, что забуду какие-нибудь главные слова. Но хочу рассказать, что в 2019 году, я начну с этого года, когда мы переехали в новое здание Дома культуры, и вот это вот событие, оно стало отправной точкой для реализации инновационного направления работы и расширение перечня услуг для пользователей. Проект именно Makerspace библиотеки поддерживает имидж библиотеки как третьего места. Что такое Makerspace? Maker – это творец, создатель, Space – это пространство. Ну, проще говоря, это творческая площадка. Проект носит и партнерский характер с привлечением учреждений и общественных организаций села. И цель нашего проекта заключалась в создании площадки для реализации творческих возможностей населения. В задачи проекта входила организация особой комфортной среды для проведения досуга пользователей, организация пространства, где можно пользоваться библиотечным оборудованием, книжным фондом, общаться с единомышленниками, делиться опытом и умениями. Makerspace – это пространство «Сделай сам», публичная мастерская. Для начала мы вышли на наших социальных партнеров, на учреждения общественной организации села. Известно, что в школах и детских садах зачастую работают очень творческие люди. И они провели для наших пользователей интересные мастер-классы, такие как плетение из бумажных трубочек, нетрадиционные техники рисования, изготовление ростовых цветов, мультипликации. Известно, что в любом населенном пункте есть свои мастера. И у нас на селе тоже нашлись люди, которые мастерски занимаются не только вышивкой, бисероплетением и вязанием, но также искусно показали мастер-классы по игре на хомусе, каллиграфии, твистингу, аквагриму, по якутским настольным играм. Они с удовольствием делились своим опытом и знаниями. И замечу, что на некоторых мастеров мы вышли благодаря национальному проекту «Культура», в котором участвовали, когда проводили анкетирование. В рамках проекта проводились и персональные творческие выставки «Мастерство и вдохновение». Также мы открыли еще одно направление для проекта – это читательский тимбилдинг. Целью данного направления является сплочение коллектива и формирование навыков решения общих задач в команде.
Тимбилдинг мы проводили для многодетных семей и для классов. Думаем также продолжить это направление работы. И хотя помещение библиотеки небольшое, но вот после именно модернизации по национальному проекту «Культура» наша библиотека преобразилась в пространство Open Space и стала достаточно мобильным для проведения мероприятий таких больших, как мастер-классы, коворкинги и так далее. Но вот стулья и технические средства мы вполне можем предоставить. То есть на такой небольшой площади мы можем реализовать такие проекты. Хотелось бы сказать, что литература по отделу искусства у нас вполне может удовлетворить запросы пользователей. И здесь также отмечу, что книжный фонд у нас обогатился тоже благодаря национальному проекту «Культура». Но мы всегда старались пополнять фонд новыми современными книгами, хотя это достаточно непросто в наше время, да, при небольшом финансировании приобрести хорошую литературу, особенно вот именно по искусству и дизайну, это сложная задача, да. И в этом году мы выиграли грант по проекту «Народный бюджет городского округа город Якутск» на создание инклюзивной анимационной мультстудии. И планируем организовать мейкерскую программу и по этому направлению. Для этого нам потребуется еще приложить немало усилий, организовать именно саму мультстудию, заключить договор. Планируем с благотворительным фондом «Рысхал», с которым мы уже провели несколько онлайн-мероприятий. Но дело немного продвигается, и все оборудование мы уже закупили. И думаем, что до конца этого года, если не получится, то в начале следующего года уже точно мы откроем нашу анимационную мультстудию. Также мы планируем создание 3D-карты по историческим местам села Маган. И в этом направлении нам помогает совместный проект со школой. И думаем, что нашими мейкерами по данному проекту станут именно учащиеся старших классов, так как у них при школе в этом году открылся кружок по 3D-моделированию. В 2021 году нами был создан макет интерактивной книги по истории Малой Родины, который мы надеемся также издать в ближайшем будущем. Но здесь основная проблема, конечно, опять же стоит в финансировании, так как программное обеспечение по этому проекту очень дорогостоящее, но мы надеемся, что в 2023 году мы также примем участие в грантовой программе. И в этом году на базе проекта Makerspace в библиотеке мы вступили в проект «Гений места». Как Валерия Владимировна сказала, что нам сказали, мы вступили. И как она сказала, если штат библиотеки небольшой, то дополнительная нагрузка все-таки будет чувствоваться. Но я не хочу вас пугать, потому что организаторы постарались облегчить основные задачи, по реализации этого проекта. И действительно методическая помощь от организаторов, она очень огромна. Проводят и вебинары, и мастер-майнды. В общем, все, что необходимо для реализации проекта, вы можете получить как помощь. Вплоть до того, что они даже предоставляют шрифты, стикеры и варианты декора даже. Они предложили нам. И мы даже задумались установить, вот эту точку концентрации талантов. На этом хочу завершить свое выступление. Спасибо. Коллеги, приготовьтесь записывать, потому что сейчас Дарья Васильевна Мартынова, заведующая библиотекой филиалом номер 21 «Созвездие», расскажет про ареал возможностей библиотек в развитии креативной экономики города Якутска. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашего выступления перекликается с темами предыдущих докладчиков. И прежде чем рассмотреть ареал возможностей библиотек в развитии креативной экономики города Якутска, давайте еще раз разберемся с понятиями креативная экономика и креативная индустрия, и что они из себя представляют. Креативная экономика – это, как уже сказали, растущий сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной и творческой деятельности. В отличие от креативных индустрий, которые ограничены конкретными сферами деятельности, о которых уже ранее говорили, термин «креативная экономика» описывает креативность экономики в целом. И она включает также пространство, где создатели могут свободно представлять свои работы,
получать отзывы и обмениваться идеями. Ценность креативной идеи зависит от оригинальности и креативности, а не от таких традиционных ресурсов, как земля, труд, капитал. Креативная экономика, она, креативная индустрия, она лучше всего отражает локальные особенности и сохраняет идентичность места в эпоху глобализации, идентичность народов. Иногда термин креативная экономика употребляется и в более узком смысле. Так называют индустрию, в которой независимые авторы идей зарабатывают на созданном ими уникальном контенте. И чтобы понять, из чего состоит креативная экономика, давайте разберемся с ее основными понятиями. Креативный бизнес – это организация, которая использует инновационные идеи и интеллектуальный капитал как главное топливо для получения дохода. И к креативному бизнесу можно отнести большинство стартапов, всем известные такие стартапы, которые у нас родились в нашем городе Якутске. Это, например, Майтона и Инрайвер. Креативный класс – это социум людей, чья основная деятельность заключается в создании и продвижении идей. Сюда можно отнести как представителей всевозможных творческих профессий. Это писателей, композиторов, художников и также ученых и производителей контента, лидеров общественного мнения тоже. Получается, крайне разнородное сообщество. Тем не менее, всех этих людей объединяет то, что они являются ведущей силой креативной экономики. Инструменты креативной сферы. Сюда относятся всевозможные сервисы, которые помогают создавать, распространять и монетизировать контент. Например, это сервисы для создания контента, программы для обработки изображений, звукозаписи, монтажа видео. Это, например, Canva, который мы часто используем, это Photoshop и другие программы. Это могут быть медиаплатформы для размещения контента. Это YouTube-каналы, YouTube-платформа, социальная сеть ВКонтакте и так далее. И также используются различные сервисы для монетизации контента. Следующий термин – это креаторы. Как я уже говорила, это те, кто занимается разработкой уникальных идей либо уникального контента. Им в креативной экономике отводится главная роль. И именно креаторы являются ядром креативной экономики. Вокруг них развивается поддерживающая инфраструктура. Это сервисы для работы с контентом, идеями, команда, поддерживающая на пути от идеи до воплощения, организации, которые помогают развивать идеи, учиться, создавать контент. Это различные акселераторы, инкубаторы, кластеры и так далее. Это профессиональные сообщества и также маркетинговые агентства, SMM-специалисты, также инвесторы. Иногда инвестором может выступать и аудитория. Например, на разных платформах, когда собирают деньги для реализации какого-то проекта или идеи. Да? Возможности зарабатывать в этой сфере множество. Не обязательно иметь талант или гениальную идею, да? И есть основные направления, по которым можно заработать в креативной индустрии. Это первое направление – это создание идей. По крайне сложному, но ни с чем не сравнимому пути разработки и воплощения собственной идеи идут создатели стартапов, писатели, музыканты, режиссеры. Следующее направление – это создание уникального контента. Этим занимаются блогеры, которые регулярно создают уникальный контент, интересный их аудитории. Контентом может быть все, что угодно, от фотографий в соцсетях до разных видеообзоров на фильмы, на
на какое-то художественное произведение, литературу, также от небольших таких заметок о жизни и так далее. Продюсирование. Продюсеры выступают в роли не творцов, а скорее организаторов, которые помогают идеям найти нужное русло, раскрыться и получить монетизацию, заработать. Развитие личного бренда. Иногда тем самым контентом, который востребован и интересен, может быть, например, какая-то личность. Например, Антонио Бандерас. У него есть свой личный бренд. Ну, это такие известные личности, да. Также можно работать в команде креатора. Также есть такое направление, как дистрибуция идей. Здесь речь идет о работе поддерживающей индустрии, которая помогает распространять и продвигать идеи. Это реклама, маркетинг, пиар, СММ и так далее. Подбор инвестиций для идей. Все популярнее становятся услуги консультантов, посредников, с помощью которых креатор находит надежные источники финансирования. Вообще черты индустриального производства, креативной индустрии, они такие, как серийность, прослеживается давно. К примеру, в 17 веке, чтобы удовлетворить растущий спрос на картины, один художник создал большую мастерскую, где его ученики работали по его эскизам, а художник в конце лишь добавлял некоторые авторские штрихи. Но понятие творческих и креативных индустрий принадлежит более позднему времени и связано с индустриальной революцией на рубеже 19 и 20 веков, когда технологические инновации того периода, это появление радио, запись звука, фотография, кино, они эти усовершенствованные технологии расширили доступ к культуре и повлияли на процессы творчества. Стоит отметить, что Якутия одна из первых регионов Российской Федерации, которая приняла и утвердила еще в 2019 году, уже года 3, концепцию развития креативной экономики до 2025 года. По данному QR-коду вы можете ознакомиться с данным нормативно-правовым актом. И на основании данной концепции была принята и утверждена госпрограмма. Ее тоже вы можете найти в интернете, она находится в свободном доступе. Госпрограмма по развитию креативных индустрий и туризма до 2023 или 2022 года. Что касается данной концепции, то мы все знаем, что в основном делаются ставки на какие-то ювелирные бренды, что идет на экспорт, да? Также на кинопроизводство, тот наш феномен якутского кино, на IT-сферу. Также из средств массовой информации мы знаем, что завершается в этом году строительство первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда». И основными направлениями деятельности резидентов станут кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн. И в данном случае мы со своим фондом можем уже помогать резидентам реализовывать какие-то проекты. И буквально, как уже говорили ранее, в сентябре прошлого года была принята и утверждена премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным концепция развития творческих креативных индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Также по QR-коду вы можете с этим документом ознакомиться. И в данной концепции отдельным пунктом указано, что принципы и подходы данной концепции адекватны также и для малых городов, небольших, да, и сельских поселений. Там у нас есть определение термина, что такое креативные индустрии. Креативные и творческие индустрии – это сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения, индивидуальные предприниматели или творцы в процессе творческой и культурной активности
капитализации, коммерциализации прав интеллектуальной собственности производят продукты, товары или услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни российского общества. Вот это вот, скажем, официальный термин, что такое креативные индустрии по данной концепции. Креативные индустрии – это такое комплексное явление, включающее не только культурную и экономическую составляющую, но и почти все области человеческой деятельности, такие как развитие человеческого потенциала и образования, территориальное и городское развитие, занятость и возможности для молодежи, актуализацию материального и нематериального культурного наследия, включение в социальную жизнь социально незащищенных слоев населения, инновационное развитие и модернизацию традиционных сфер бизнеса, современный образ жизни. Общемировая российская практика в классификацию креативных индустрий включает такие сферы деятельности, как кино, телевидение, радио, изобразительное искусство, фотография, галерейный бизнес, музыка, исполнительские искусства, дизайн, это может быть графический, промышленный, ювелирный, литература и издательское дело, развлекательное, образовательное, программное обеспечение, маркетинг, блогинг, мода, мультимедиа, гастрономия, анимация, производство игр и игрушек, архитектурное проектирование, реклама, ремесла, творческое и художественное образование, фестивали и разный ивент-бизнес. И этот список, он постоянно пополняется за счет появления новых технических средств самовыражения. Допустим, с появлением социальных сетей у нас появилось такое направление, как блогинг. Креативная индустрия – это не только культурная и творческая деятельность, но это важный ресурс развития территории и человеческого развития. Им характерны такие черты, как доступность, независимо от возраста, уровня образования, состояния здоровья, креативной индустрии может преуспеть любой человек. И сегодня мы понимаем, что самые богатые предприятия – это те, у которых есть интеллектуальная добавленная стоимость. Например, тот же Walt Disney. За счет идеи, реализации идей они являются таким преуспевающим проектом. Также Tiffany и различные IT-гиганты. Креативные индустрии создают новые рабочие места, они влияют на развитие брендов регионов и городов. Миссия библиотек, как нам кажется, заключается в том, чтобы создать креативную среду для поддержки людей, интересующихся именно культурой, творчеством, для их самореализации, самовыражения. И креативные индустрии развиваются за счет прорывных проектов. Поэтому библиотеки должны вести образовательную и просветительскую деятельность, обучать людей проектному подходу. И в результате должны формироваться такие сообщества, креативная среда, из которой хоть один, но сильный проект может выстрелить. Да? Почти все креативные индустрии используют локальную культурную идентичность места, как мы уже говорили. Также немаловажным аспектом развития креативных индустрий является актуализация материального и нематериального культурного наследия, которое, в свою очередь, она оживает за счет креативных индустрий. Например, чайная компания «Сахачай». Национальная чайная компания «Сахачай», она на своих упаковках использует изображения из якутской культуры и фольклора. Тот же Аллук Мас, образ женщины, Далбар Хатун, как она выглядит в национальной одежде. Да? И также у них есть серия «Чай» с якутскими сказками, как так называется их серия. Тал-Тал Мерси, там и так далее. Сюжеты там изображены. Якутское кино, которым мы, безусловно, все очень гордимся, которое становится
лауреатами, победителями различных российских, международных фестивалей и конкурсов. И в основе вот этих вот фильмов, сюжетов лежит также, скажем, национальная идентичность. Фильм «Пугало». Там показывается жизнь якутской шаманки. Тыгын Дархан. Это тоже такой исторический фильм в великом таком якутском военачальнике. И также литературные произведения, которые тоже лежат в основе вот этих фильмов. То есть в основе проектов креативных индустрий лежат такие вот самобытные сюжеты, что-то вот национальное, именно то, что отражает национальную культуру народа, проживающего на территории. Зачем и как библиотекам вообще участвовать в развитии креативной экономики города и региона? На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что успешны те территории, где как можно больше людей создают свое разное уникальное творчество. Библиотеки — это такие универсальные социальные учреждения, деятельность которых носит гибкий характер, направленный на интересы и потребности современного пользователя. Мы, скажем так, ориентируемся на пользователя. Тот же самый сектор электронных услуг, он открывается ради интереса вот пользователя, для удовлетворения его каких-то потребностей. Да. Те же разные проекты, финансовая грамотность, компьютерная грамотность, мобильная грамотность. Все это у нас ради наших пользователей. И на сегодняшний день библиотеки города Якутска уже выступают как место притяжения креативного сообщества. Мы сами вот этого не осознаем, как библиотеки как место притяжения креативного сообщества, предоставляющее пространство, фонд, техническое оснащение и, скажем, такие ивент-площадки, то есть проведение мероприятий, различных мастер-классов, лекториев, семинаров, которые дают людям возможность попробовать себя в творчестве. Предыдущий докладчик показал, как люди реализовывают себя, скажем, в прикладном направлении, да. И, наверное, мы пока в полной мере не осознали данную роль, и, может быть, где-то только начинаем ориентироваться. И перед библиотеками в рамках федерального проекта «Гений места» сейчас стоит задача стать теми площадками, где будет создаваться локальное предпринимательство, где люди будут что-то придумывать и реализовывать именно востребованные проекты. Спасибо за внимание. Спасибо, Дарья Васильевна. Вопросы? Можно я задам? Ага. Варвара Скрыбыкина. У меня вопрос. Дарья, вы стали в этом году участником этого проекта «Гений места», да? Расскажите, что за проект у вас и когда он запускается? Мы недавно прошли курсы повышения квалификации, совсем недавно, и только поняли, что такое, скажем, креативная экономика, что из себя представляют креативные индустрии. И у нас вообще, скажем, мы начинаем не на пустом месте. У всех у нас есть какие-то проекты, какие-то наработки, которыми мы занимаемся. Да? На нашей площадке у нас проходят занятия по игре на фортепиано. Мы выбрали направление музыка, но думаю, что еще появится какое-то другое направление. Мы об этом еще думаем, о реализации проекта. Спасибо. Может, еще у кого-то вопросы? Если нет, то мы пожелаем успехов Дарье Васильевне и команде. А мы переходим к следующему спикеру с очень актуальной темой. Про маркетинг в социальных сетях расскажет главный библиотекарь модельной библиотеки имени Георгия Прокопьевича Башарина, поселка Беркакит, Неренгринской ЦБС, Зоя Федоровна Маргунова и победитель конкурса «Гений – это ты» Анастасия Косолапова. Они сейчас присоединятся к нам. Наша модельная библиотека в проекте «Гений места» работает по следующим направлениям. IT-технологии включают в себе конструирование и робототехника, компьютерные технологии для начинающих.
Следующее направление – это искусство. Включает необычные виды рукоделия, интересные варианты хобби, мода, тенденции, стили и изобразительное искусство. Проект «Гений места» помог сформулировать нам четкое понимание деятельности библиотеки в нескольких направлениях. И разноплановые мероприятия в библиотеке соединились в единый замысел. Этот проект дает возможность нашим пользователям получить необходимые знания, умения, навыки по направлениям креативных индустрий и также помогает пользователям заявить о себе в креативном пространстве. Мы с коллегами, куратором оказываем поддержку талантливым людям, создаем подборки книг, образовательных материалов по креативным индустриям. Наша библиотека, как точка концентрации талантов, предоставляет ресурсы для проведения таких мероприятий, как конкурсы, выставки творческих работ, мастер-классы, акции и прочее. Все эти мероприятия отличаются большой посещаемостью. В этом году наша талантливая читательница, ученица 11 класса Косолапова Анастасия стала победителем конкурса «Гений – это ты». Теперь она обучается по программе «Маркетинг в социальных сетях». Сейчас сама Анастасия расскажет о том, как проходит этот учебный процесс и о взаимодействии с куратором. Здравствуйте. Мой куратор Лебедева Татьяна Семеновна ведет и направляет мой процесс обучения в рамках проекта «Гений места – это ты» по направлениям SMM, маркетинг в социальных сетях за все время обучения с июня 2022 по февраль 2023. Концепция взаимодействия куратора и ученика отражает все шаги сотрудничества, начиная от знакомства куратора и ученика до обсуждения проекта и планирования дальнейших решений. Определение формы проверки образовательного процесса и прогресса ученика с периодическими встречами, которые будут проходиться в очном формате библиотеки, а также в онлайн-формате с приглашением от куратора проекта Татьяны Семеновны для совместного участия в проектный офис «Гений места». По результатам встреч заполняется индивидуальная рабочая тетрадь проекта с учетом дорожной карты. В рабочей тетради проектный офис «Гений места» определяет конкретные задачи по процессу обучения. Итогом могут быть небольшие проекты или массовые мероприятия, дискуссии, встречи, книжные выставки, которые реализуются в библиотеке. Первое совместное мероприятие «Час информации. Таинственная паутина. Ресурс интернет» было проведено в начале октября месяца. Целью данного мероприятия было знакомство старшеклассников с полезными ресурсами интернет, безопасное и комфортное ориентирование в интернет-пространстве. Приглашены были учащиеся 9 класса СОЖ номер 22. Куратор проекта Лебедева Татьяна Семеновна рассказала историю возникновения интернета и его значимость для человека. Мною же была предоставлена электронная презентация социальной сети. Каждый слайд раскрывал историю возникновения и преимущества социальных сетей. ВКонтакте, YouTube, TikTok, Одноклассники и мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram. Несколько слайдов презентации освещали понятие контент-маркетинга в социальных сетях и его преимущества, а также рассказала ребятам о своем обучении по направлению маркетинг в социальных сетях и его преимуществах в современном мире. На ноябрь месяце у нас запланировано очередное задание. Это библиотека контент-маркетолога. Форматы направления куратор и ученик определяют сами. У нас это будет выставка книг из фонда библиотеки с подборкой материалов из интернет-ресурсов в необычном формате. Факт создания библиотеки контент-маркетолога необходимо будет отразить постом в наших социальных сетях. Сейчас у меня проходит второй блок онлайн-обучения, где я более обширно с точки зрения маркетингового продвижения буду рассматривать свой проект с московским куратором Аминой Хасановой. В течение 20 занятий, которые будут проходить каждый понедельник недели, мне необходимо внимательно вникать в повествование и в наставления куратора, чтобы более четко понимать маркетинговую сторону проекта. В этом курсе присутствуют домашние задания, выполнив которые я вместе со своим куратором на последующих занятиях будем разбирать ошибки, если таковые будут иметься. В конце обучения
будет защита проекта, построена на полученных знаниях от этого обучения. Параллельно с образовательным процессом происходит обсуждение и теоретическая подготовка дипломного проекта. Татьяна Семеновна, как куратор, предлагает свою стратегию поиска партнеров, взаимодействия с представителями локальных брендов и их привлечения к дипломному проекту. По окончанию обучения мной будет подготовлен и реализован задуманный проект, а также предоставлена презентация итогового проекта ученика. Хорошо, вопросы? Анастасия или Зоя Федоровна? Можете задавать вопросы. Анастасия, вот. Анастасия, здравствуйте. Я куратор проекта «Гений места» из проектного офиса РГБ. У меня такой вопрос. Вот мне интересно очень, как вам наша тетрадь рабочая, которую мы создавали, проектный офис, насколько вы находите ее полезной, удобной, насколько она вам помогает? Спасибо. Я считаю, она очень удобная, там очень много пунктов, по которым ты можешь прослеживать свой прогресс, и по ней как раз и реализовывать свой проект очень удобно. Отлично. А подскажите, пожалуйста, вот с проектом, который вы подавались, насколько, если мне не изменяет память, у вас создание галереи, верно? Да, выставочная галерея. Да, выставочная галерея. Насколько программа от Нитологии вам помогает реализовать этот проект сейчас, на данный момент? Насколько ваши ожидания оправдались? То есть курсы по нитологии, которые я прошла, я из них вынесла очень много полезного, важного, нового для меня, то, что как раз пригодится мне в реализации данного проекта. Есть ли такие моменты, которых вам не хватило? Думаю, нет, но, конечно, всегда есть к чему стремиться, к новым познаниям. Ну, вы планируете далее где-то самостоятельно проходить обучение? Или вот сейчас с Алиной будет у вас проектный трек, только его, или какой у вас дальше план? По поводу именно вот конкретно проекта, да, вот сейчас именно с Аминой мы дальше будем разбирать проект, как его более конкретно реализовать с маркетинговой стороны, и далее уже будет он реализован, предоставлен. Ну, а какое-то еще обучение вы планируете брать, или пока на этом остановитесь, на том, что мы предлагаем? Пока хватает. Наверное, да, пока. Отлично. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Анастасия, у меня есть вопрос такой. Были ли какие-то сложности во время обучений, какие-то, чтобы вы могли посоветовать тем, кто примет участие в Гении места? Если брать как конкурс Гений места, как вот подавать заявки, это все было достаточно просто, все 3 этапа мне дались легко. Но тут, конечно, все-таки, наверное, зависит от каждого человека, насколько у этого человека стремлений к тому, чтобы пройти дальше получить обучение, развиваться. Спасибо большое, Анастасия. Зоя Федоровна. Мы должны были с вами познакомиться с опытом реализации проекта «Этника 2022». О нем должна была рассказать Надежда Дмитриевна Жиркова, но по техническим причинам о реализации проекта мы не услышим, но можем почитать на сайте. Будет информация на сайте, пожалуйста, загляните, почитайте. И сейчас мы приглашаем вас на инклюзивную экскурсию, а потом в 2 часа ждем вас на второй части семинара, где выступят спикеры с не менее интересными и актуальными темами. Хорошо? Тем, кто с нами в эфире, мы хотим сказать, что ждем вас в 2 на второй части семинара, где выступят спикеры с не менее актуальными темами. Будет интересно. Подключайтесь. Ирина Владимировна Алдыбаева, заведующая отделом обслуживания Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас она к нам подключится. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Да, все супер, слышно, видно.
Слышно. Я рада приветствовать вас с далекого Ямала, северного Ямала. У нас уже лежит, как, наверное, и у вас уже снег. Холодно, морозно, но очень теплые души, как и у вас, наверное. Я сегодня готова поделиться с вами опытом реализации проекта «Пушкинская карта». Для этого я сейчас запущу презентацию. Скажите, пожалуйста, видно презентацию? Да, видно. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Мы все с вами помним о том, что библиотека – это особый институт, который, в отличие от других учреждений культуры, оказывает свои услуги бесплатно. И мы готовы к этому, мы делаем это. Библиотеки наработали в данном направлении огромный опыт работы, в том числе в реализации мероприятий. И, конечно же, все уже привыкли к тому, что библиотеки выдают качественный продукт, проводят качественные мероприятия. И это, конечно же, измеримо наше качество книговыдачи в зарегистрированных пользователях, посещениях, то есть в обычных для нас с вами измеримых показателях. Но нужно привыкать уже и к тому, что эти показатели, наши мероприятия, наши услуги можно и нужно оценивать в заработанных средствах, которые помогают не только стимулировать сотрудников библиотеки, но и закрывать нужды библиотеки. Например, призовой фонд, приобретение какого-то оборудования и так далее. Федеральная программа «Пушкинская карта», она помогает безболезненно войти в платные услуги. И на первый взгляд она кажется совершенно не библиотечной. Но из каждого проекта нужно найти изюминку, нужно найти выход из положения для того, чтобы повернуть ее положительно, ну, например, как для библиотеки. Мероприятие платное, учреждение получает доход, а пользователь при этом оплачивает услуги не из собственного кармана, а из кармана государства. Каждому гражданину от 14 до 22 лет дается на год 5000 рублей для посещения платных мероприятий, культурных мероприятий. Давайте вспомним, что такое программа, федеральная программа «Пушкинская карта». Это государственная программа приобщения молодежи к культуре. То есть каждый гражданин может посещать культурные мероприятия и просвещаться. Эта цель, конечно же, совпадает с библиотечной. Библиотека дает возможность реализовать культурные возможности, раскрывать. Пушкинская карта помогает раскрывать потенциал учреждений и команды и посмотреть на своих пользователей по-новому. В Пушкинскую карту входят особые мероприятия, то есть мероприятия интересные для данной аудитории и, естественно, культурные мероприятия. И это заставляет библиотеки более интересно, более качественно подходить к мероприятиям, которые они представляют для молодежи. Вот я предлагаю вам задуматься над тем, вообще вот эта аудитория от 14 до 22 лет, приходят ли они к вам самостоятельно для посещения мероприятий? То есть не целевыми группами, классами, группами, а именно самостоятельно на мероприятие. Например, вы объявили мероприятие, разрекламировали, и к вам пришло, запланировали себе посещение 50 человек, а к вам пришло 150 человек. Было ли у вас такое в практике библиотеки? У нас до Пушкинской карты такого не было, честно могу вам сказать. Конечно же, мы работали с этой аудиторией, но в основном работали с целевыми группами. Это с классами, со студентами работали, выдавали им качественный продукт по программе, интересный продукт. По профориентации, например, у нас профориентационный проект «Профаб», который не традиционный, не формальный. Мы проводим встречи здесь в Национальной библиотеке для 8-9 классов, встречи с интересными людьми различных профессий. Это и фотографы, и рекламщики, и предприниматели, которые малые предприниматели. И в формате лекции, в формате диалога проходят встречи. Дети с удовольствием посещают, но самостоятельно они не приходят на данное мероприятие, только на целевую аудиторию. Или у нас есть еще проект такой «Ямал Интеллектикум», который позволяет
ребятам окунуться в историю России, в литературное творчество наших писателей. Проходят они на достаточно высоком уровне, эти интеллектуальные игры. Есть опыт проведения, они с удовольствием участвуют, но самостоятельно они на данные мероприятия не приходят. История взаимодействия главной библиотеки Ямала, Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа с проектом «Пушкинская карта» началась в январе 2022 года. И почему эта история успешна и кто выиграл от участия, я, конечно же, расскажу прямо сейчас. Я уже сказала, что аудитория от 14 до 22 лет являлась для нас наиболее интересной и менее изученной. То есть она для нас таким был лакомым кусочком. В библиотеке на момент запуска мы работали с этой аудиторией, но готовы были работать еще и предоставлять данной аудитории услуги платно. Мы вошли в эту программу самостоятельно. Это не было решением сверху, нас никто не принуждал к включению в эту программу. Оценив все риски и преимущества этой программы, мы приняли решение. Мы заходим в программу «Пушкинская карта» и зашли уже с начала текущего года. Мы понимали, что работа в этой программе поможет изучить данную аудиторию, позволит сконцентрироваться нам на ней и развивать это направление, что у нас сейчас в итоге и происходит. Цель поставлена. Мы начали изучать ресурсы нашей библиотеки, разработали дорожную карту по запуску реализации программы, проработали этапы входа в программу и, конечно же, сформировали рабочую группу. На момент входа в программу «Пушкинская карта» мы обладали достаточно серьезным ресурсными данными. У регионального координатора, который у нас при Департаменте культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, уже был на тот момент наработан опыт межведомственно и внутриведомственного взаимодействия по данной программе. Выстроена уже была четкая система координации, планирования, исполнения мероприятий. Например, у нас был создан реестр лучших практик, как пример, окружной, который позволил учреждениям различной направленности, музеи, библиотеки, культурные центры аккумулировать в одном месте свой опыт и обмениваться им. Введена система квотирования на мероприятия для образовательных организаций, и на этот момент оказывается всевозможная помощь и содействие в организации мероприятий. На данный момент, на момент входа у нас был уже опыт реализации, опыт работы наших коллег. На тот момент, в 2021 году, в программе работал уже культурно-деловой центр, музей, окружной центр национальных культур. Этот опыт позволил проанализировать какие-то положительные моменты, неудачные моменты, и уже были проработаны технические вопросы запуска платежных систем, был наработан опыт отчетной, плановой информации. И также опыт наших коллег позволил нас почувствовать такую конкурентную борьбу, то есть у нас в городе 11 учреждений культуры, а город у нас небольшой, 50 тысяч населения. И на 11 учреждений культуры данная аудитория, конечно же, мы ее разрываем. И поэтому необходимо было создать уникальный контент, а библиотека это может сделать. То есть мы заняли нишу интеллектуального досуга. Третьим нашим ресурсом была мотивация коллег. У нас очень молодой активный коллектив, у нас работает всего 30 человек, включая обслуживающий персонал, административный персонал, основного персонала еще меньше. Но, тем не менее, мотивация у моих коллег и у меня очень огромная. Это позволило нам войти в программу с большим желанием. Мы обладаем человеческим потенциалом. В библиотеке практически 50% основного персонала – это молодежь до 35 лет.
и готовых себя реализовать, готовых активно показывать себя и готовых реализовать мероприятия, интересные для близкой для них аудитории от 14 до 22 лет. То есть они недалеко ушли. На момент запуска программы у нас работали 60 волонтеров. Уже работало 60 волонтеров, сейчас их 72 библиоволонтеров. У нас есть волонтерское движение в библиотеке. И эти волонтеры, они вошли в программу не просто как помощники, сопровождающие мероприятия, а как главные инициаторы идей. То есть они уже предлагают свои мероприятия, свои форматы, а мы прислушиваемся к ним, так как именно эта аудитория и является потребителем этой услуги. Мы прислушиваемся к ним, обрабатываем их пожелания и предлагаем, обрабатываем, перерабатываем и предлагаем качественный продукт. На тот момент у нас уже было сформированное социальное партнерство, конечно же, у нас 7 школ и 2 колледжа, 1 колледж и 1 техникум. Мы с ними тесно сотрудничаем, и, конечно же, мы воспользовались этим социальным партнерством для того, чтобы это дружбой, так скажем, для того, чтобы реализовать мероприятие. Это помогает, вот эта параллель, она помогает более легко войти в эту аудиторию через и детей, и через сотрудников этих образовательных организаций. Национальная библиотека, она является первой модельной библиотекой округа, поэтому у нас очень интересные и хорошие пространства. То есть это мы тоже используем как ресурс, это привлекает к нам, это заставляет к нам приходить, и мы, конечно же, пользуемся в рекламе и тем, что мы имеем такие пространства, которые у нас используют также и, допустим, для фотоэкскурсий. Мы обладаем достаточной материально-технической базой учреждения. На момент запуска у нас было уже 5 лет реализации мероприятий на платной основе. То есть мы, конечно же, не вошли в программу с новья. То есть мы уже оказывали платные услуги, мы психологически были готовы к этому. И вот эти платные услуги позволили нам обновлять нашу ресурсную базу, материально-техническую базу. И эти ресурсы помогли нам, то есть здесь мы не только приглашали спонсоров, допустим, к тому же презентационному материалу, но и свои ресурсы использовали. Имея такой потенциал, мы, конечно же, вошли в проект более осознанно. Создав рабочую группу, мы включили в нее ответственного руководителя рабочей группы, то есть это я руководитель Пушкинской карты в Национальной библиотеке. Я формирую план мероприятий совместно, конечно же, с нашими сотрудниками, с рабочей группой. Координирую подготовку и проведение самих мероприятий, то есть я отвечаю за качество мероприятий, веду ежедневный учет, мониторинг продажи билетов по Пушке. Это очень важно для того, чтобы держать себя и коллектив в таком в теме о том, сколько билетов продано сегодня, сколько осталось нам еще отработать, сколько денег необходимо заработать. Веду еженедельную отчетность о продаже билетов, участвую в еженедельных совещаниях при нашем учредителе по исполнению Пушкинской карты, по проблемным моментам по Пушкинской карте. Это тоже очень важный момент, потому что именно от регионального координатора зависит очень большая мотивация. В рабочую группу входят обязательно IT-специалистов. Необходимо, вот почему на этом акцентирую внимание, потому что, анализируя опыт, окружной опыт наших коллег, там, где есть рабочие группы, там успешность реализации Пушкинской карты. От этого очень много зависит. У каждого сотрудника должна быть своя степень ответственности. IT-специалисты у нас запустили платежную систему QuickTickets. Это тоже очень важный момент. Сопровождает ее работоспособность, технически сопровождает мероприятия программы и так далее. Реклама.
Рекламная служба у нас разработала контент, план продвижения как самой программы, а мы являемся информационным центром в городе и анализируем, модерируем опыт наших коллег, помогаем им быть информационными центрами на местах. Они разрабатывают контент, планы по продвижению мероприятий Пушкинской карты. Они заносят сведения о мероприятиях на портал Прокультура и платежную систему QuickTickets. И главные в этой рабочей группе, для меня они являются самыми главными, это молодые специалисты библиотеки. Их 6 у нас. Они отвечают за реализацию и подготовку самих мероприятий. Мы выбрали 6 молодых специалистов, которые выбрали. Они сами вошли у нас в Пушкинскую карту, мы одобрили их решение и выбрали мероприятия, близкие им по духам. На этом я тоже акцентирую внимание. Мероприятие не будет успешным, если оно будет неинтересно самому исполнителю. Они привлекают для реализации своих сверстников и волонтеров библиотеки. Просуществовав в проекте 10 месяцев, мы можем можем подвести некие итоги. У нас в мероприятии запущено 5 крупных мероприятий. Мы не проводим мастер-классы, мы не проводим единичные мероприятия, мы запустились проектами. Это тоже очень важный момент. Каждое мероприятие мы оцениваем, то есть у нас идет внутренняя и внешняя оценка успешности мероприятий. Каждое мероприятие у нас должно быть в месяц реализовано не менее 70 посещений. Это очень важно для региона и очень важно для нас. Если мы запускаем квиз, который размещает в себе не более 36 участников, мы знаем, что мы должны провести 2 квиза в месяц. Не должно быть менее 70 билетов продано. У нас сейчас на данный момент продано более 1000 билетов именно по Пушкинской карте. Заработано около 350 тысяч на данный момент заработанных средств именно по Пушкинской карте. Здесь еще хочу остановиться на том, что данные мероприятия, билеты на мероприятия можно и приобретают билеты за собственные средства. То есть они себя уже зарекомендовали как качественные мероприятия. И ребята, и родители посещают эти мероприятия за собственные средства. Ну а сейчас я уже хочу вас познакомить с некими практиками. Неформальный для библиотек является проект «Читка». Его избрал для себя и успешно реализует библиотекарь моего отдела. Я заведующая отделом обслуживания в Национальной библиотеке. Реализует библиотекарь отдела обслуживания Алексей Михайлов. Он выпускник у нас кафедры режиссура Ямальского многопрофильного колледжа, который находится у нас здесь, в Салихарде, и выбрал для себя этот формат. Что такое читка? Это спектакль без декораций, где все основано на эмоциях актеров и сопереживании зрителей. Ребята эмоционально и колоритно читают пьесу, и зрители реагируют на нее. Алексей пришел в библиотеку с мечтой о реализации своей творческой составляющей и с помощью студентов своего родного колледжа, проходящих практику на базе Национальной библиотеки, поставил первую читку, посвященную Году космоса в рамках Библионочи. Называлась она «Мама, я улетаю в космос». Читка имела невероятный успех и положительные отзывы. Была она проведена бесплатно, но так как она была в рамках Библионочи, в рамках государственного задания. И когда мы продумывали мероприятия, которые зайдут у нас по Пушкинской карте, Алексей предложил, почему бы и нет. Первой для постановки он выбрал комедийную пьесу известного французского драматурга Жоржа Фейда «Дамский портной», имеющую, кстати, возрастной ценз 18+, то есть могли прийти на нее только студенты. Мы поставили для себя в противовес нашей поставленной цели 70-30 посещений.
но набрали зал в 45 билетов, 8 из них продано были за собственные средства, а это 300 рублей. Постановка пьесы занимает около месяца. Алексей самостоятельно выбирает произведение. Конечно же, он его согласовывает с руководством и со мной. Отбирает актеров из числа студентов и сотрудников библиотеки. Организует ежедневные репетиции и, конечно же, участвует в самой постановке. Ну, и, конечно же, это формат, не все могут его использовать, но тем не менее этот формат заходит. По итогам постановки пьесы Жорж Фейда «Дамский портной» мы получили уже заказ от образовательных организаций на постановку пьесы по программе. И совместно с педагогами образовательных организаций мы выбрали пьесу Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня», которую проходят у нас в 10, 9, 10 классах в школах. Сейчас, в настоящий момент, мы успешно реализуем эту читку и уже продали по ней 241 билет. Она у нас, стоимость составляет 400 рублей с одного зрителя, и уже заработали на ней мы сейчас, и скажу, 96 400. Что мы получили? Алексей получил возможность реализовать себя как режиссер. В библиотеке, согласитесь, это очень большое достоинство. Студенты получили возможность практической реализации теоретических знаний. И, что немаловажно, отклики, эмоций зрителей. Зрители получили массу положительных эмоций. Даже постановка пьесы «Дядя Ваня», мы ее переработали под 40 минут. Были бурные аплодисменты. То есть ребята были очень впечатлены. И, как нам сказали педагоги образовательных организаций, они обратились к самому произведению. Национальная библиотека получила, конечно же, наверное, для нас самое большее. Это в копилку новый формат по Пушкинской карте, новых пользователей получила, книговыдачу получила и, конечно же, доход, о который я уже вам огласила. Получили все, и все положительные эмоции. Следующий формат – это квиз. Его запустил сотрудник IT-отдела Кирилл Артюшенко. Он участник городских интеллектуальных турниров, и на основе опыта участия внутри этих интеллектуальных игр он учел все отрицательные и положительные моменты, и разработал свою систему игр, свою структуру, свой ребрендинг, который использовал уже и в презентациях, и в раздаточном, и сопроводительном материале. Он отработал призы со спонсорами и даже предусмотрел чаепитие для ребят, которые они используют как немножечко такое для восполнения сил, а коллектив для подсчета промежуточных итогов. Кстати, для организации чаепития он также привлек спонсорскую помощь. Конечно же, формат мероприятия не уникален. Уникален сам подход к этому мероприятию. Запрос по теме, по формату мероприятия исходит от участника. Кирилл, сейчас это уже подхватила моя коллега Эмилия, они собирают, либо проводят опрос аудитории, данной аудитории, мы уже себе ее наработали, о выборе темы, либо тему могут предложить наши волонтеры, библиоволонтеры, а это ребята именно этой возрастной аудитории, либо запрос приходит от читателей. Читатели этой аудитории приходят, и, конечно же, у нас очень активно идет индивидуальная работа с пользователями, в том числе и по продвижению мероприятий по Пушкинской карте, когда мои молодые сотрудники, а их у меня 4 человека в моем отделе, когда они рекламируют мероприятия, свои же мероприятия и своих коллег по Пушкинской карте, они делают акцент, и ребята говорят: о, у вас квиз проходит, а не можете ли вы провести квиз по теме аниме? Она сейчас, согласитесь, очень популярна.
И в марте 2022 года мы провели 2 квиза по запросу, это «Гарри Поттер» и «Ведьмак». Темы, конечно же, ну, такие достаточно интересные. Ребята постарались показать их, представить их в выгодном для нас свете. И для того, чтобы поучаствовать в квизе, конечно же, необходимо прочитать было эти произведения, с чем ребята и справились. Следующим выступил у нас японские комиксы, они тоже нам дали возможность заработать, и мы получили заказ на корейские мотивы, что мы сейчас и реализуем. На квизах мы заработали более 90 тысяч. Это очень яркие мероприятия. Последнее мероприятие по японским комиксам у нас набрали 108 проданных билетов было. Были они проданы, мы принципиально закрыли, так как мы ограничивались аудиторией. У нас не такая большая библиотека, мы можем поместить одновременно не более 70 человек. И это мероприятие, эти проданные билеты мы разбили на 2 группы. Одна группа была небольшая, у нас 38 человек, и вторая группа была, это тоже наш был эксперимент, провести для 70 человек одновременно. Эксперимент был очень удачный. Ребята все были вовлечены в процесс. Было 14 групп по 6-7 человек, ну разные группы, конечно же, были. И битва была достаточно серьезная. Дальше еще одним очень ярким моментом была игра в налима. Это безопасная командная игра на выбывание, последовательное выполнение физических и интеллектуальных заданий дает возможность пройти в 6 туров, в 6 раундов и попасть в список финалистов. Характерной особенностью игры, это, понимаете, да, что эта идея заимствована из южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Мы переработали этот сериал, интересный для аудитории 14+, и 18+, под наши краеведческие мотивы. Мы использовали аутентичные символы немало в образах ведущих и участников, вы видите здесь. Уникальное музыкальное сопровождение, сочетающее в себе мотивы песен коренных малочисленных народов Севера. Это помогло ребятам, участникам погрузиться не только в атмосферу выбывания, в атмосферу игры, но и позволило познакомиться с культурой коренных наших малочисленных народов Севера. То есть все задания были так или иначе связаны, если это были подвижные игры, это были подвижные игры коренных малочисленных народов Севера, были интеллектуальные игры коренных малочисленных народов Севера. Это очень масштабное мероприятие, которое было только 3 генеральных репетиции. 2 недели мы изготавливали печеньки из сахара, одним из заданий. Они ломались в процессе готовки. Мы не доживали до игры, не доносились до игры. Наши семьи были обеспечены этим ломким и сладким лакомством на полгода вперед. Ну, например, моя семья. Но эффект от игры был колоссальный. Участникам она зашла... Они с удовольствием участвовали, с удовольствием включались в этот процесс и подчинялись правилам. Но необходимо отметить, что этим мероприятием мы немножко не попали в аудитории. При плановом посещении в 70 участников мы набрали 45. И основная масса была приобретена за собственные средства, хотя билет стоил тоже 400 рублей, за собственные средства. И аудитория была 10-12 лет. То есть дальше мы решили не использовать эту игру именно в качестве пушкинской карты, в мероприятии по пушкинской карте, а запустить ее в летнее время. Мы запустили ее в летнее время для аудитории 10-12 лет в рамках летней каникулярной программы. Но, тем не менее, опыт был в данной реализации данного мероприятия колоссальный, и мы в него погрузились просто с головой. Следующим успешным проектом является «Культурный чил».
Это особое для нас мероприятие среди наших всех мероприятий по Пушкинской карте, которое у нас самое, пожалуй, популярное среди ребят, и которое пошло именно от этих ребят. Что такое культурный чил? Это точка притяжения творческой молодежи. Мы называем это мероприятие точкой входа в библиотеку. То есть ребята приходят, та аудитория, которая нам еще не охвачена, они с помощью сарафанного радио узнают о культурном чиле и приходят в библиотеку. А наша задача уже тех ребят, которые пришли, охватить, заинтересовать и записать в библиотеку, с чем мы и справляемся успешно. Основная идея этого проекта – модернизация библиотеки в глазах подростков. Из скучного места, с кучей стеллажей, в место, где можно реализовать свой творческий потенциал. Мероприятие – это как мини-фестиваль у нас, который включает в себя несколько точек, подчиненных одной темой. Каждый культурный чил уникален, каждый культурный чил имеет свою тему, свое направление. Темы и форматы мероприятий предлагают сами участники. Это и библиоволонтеры, и участники, которые включаются уже в реализацию этого проекта. Дальше. Идейными вдохновителями, еще раз скажу, что являются активные молодые люди. Вот они перед вашими глазами. Это 22 волонтера, активных волонтеров в библиотеке, которые привлекают остальных 50 для реализации этого мероприятия. Этот отряд библиоволонтеров сформирован в Национальной библиотеке достаточно давно, то есть он существует у нас 5 лет, но с приходом в 2020 году в коллектив моего отдела обслуживания Карины Шевкуненко, и когда она взялась за этот отряд библиоволонтеров, он возрос у нас из 6 человек, в данный момент 72 человека включает. Карина очень эмоциональный и открытый человек, она их оберегает, она их собирает. Ей самой всего 22 года, она недалеко ушла от этой аудитории, но она настолько полноценный и начитанный и интеллектуальный человек, что она собирает вокруг себя таких же неравнодушных интеллектуальных ребят. И этим ребятам, и Карине самой захотелось создать что-то новое. В библиотеке, в месте, где они любят встречаться, с радостью друг друга видят. И они решили создать вот такое мероприятие, которое они провели уже в сентябре 2021 года, далеко еще до Пушкинской карты. Мы еще не задумывались и боялись Пушкинской карты, а у нас уже прошел первое вот такое культурное мероприятие. Оно прошло в формате квартирника, ребят было не так много. Был открытый микрофон, где ребята читали свои произведения литературные, и прозаические, и поэтические, читали любимые произведения любимых авторов, и современных, и классиков. Они слушали музыку под гитару, они разговаривали, общались. Им настолько этот проект зашел, настолько он понравился, что они решили попробовать уже по какой-то определенной теме. И в декабре 2021 года они провели уже новогодний культурный чил. Он уже образовался у нас как культурный чил, и проводился он еще на бесплатной основе. И с февраля он уже запустился у нас в рамках Пушкинской карты. Хотелось бы отметить, что проходят мероприятия в субботу, традиционно в субботу, по закрытию библиотеки в 7 часов вечера. Мероприятие проходит с 7 до 10 вечера, и взрослые сотрудники Национальной библиотеки принципиально не приходят для того, чтобы не смущать библиотеки. То есть до запуска этого мероприятия в Пушкинскую карту мы, конечно же, апробировали это мероприятие, провели такую демо-версию. Дальше. Каждое мероприятие, я уже сказала, уникально, отличается своей наполняемостью. Участники проекта направляют нам свои идеи, свои темы. И именно от того, что эти мероприятия исходят от них, они и успешны. А в рамках проекта мы реализовали уже совершенно разные непохожие идеи.
у нас были конкурсы косплеев, модные показы и еще очень много разных форматов. Хотелось бы отметить профориентационный уклон данного мероприятия. То есть так как реализуют эти мероприятия сами ребята, они пробуют себя в самых разных стезях, самых разных амплуа. Они могут быть и ведущими, они могут быть и сценаристами, и лекторами, и модельерами, и организаторами, главными организаторами всего этого действия. То есть у нас уже доросли 2 библиоволонтера, которые активно помогают и уже говорят Карине: Карина, мы не успеваем, давай, пошли. То есть вот уже вот такая вот профориентационная направляющая, и одна из школьниц, она уже вышла из 11 класса, выпустилась из 11 класса, и, попробовав себя в том числе и в рамках культурного чила, реализует себя уже студентка дизайнерского отдела в Санкт-Петербурге. Она обучается и помогает уже удаленно нам реализовать мероприятия по Пушкинской карте. Если разбирать поэтапно, как же происходит все действие, все подготовка к этому мероприятию, первым, что происходит, это сбор идей, предложений, их компиляция в одну тему, составление плана мероприятий. То есть изначально мы собираем идеи, конечно же, мы формируем план мероприятий на год вперед. Уже сейчас мы знаем, что у нас, какие темы мы будем рассматривать в 2023 году. Конечно, они могут измениться, ребята могут предложить что-то новое. То есть если на первые полгода мы знаем, что именно эти ребята у нас будут главными организаторами, идейными вдохновителями и продвиженцами этого мероприятия, то уже с сентября месяца уже эти ребята, большинство ребят выпустятся из образовательных организаций. А так как у нас всего 2 среднеспециальных образовательных учреждения, мы понимаем, что эти активные ребята у нас уедут из города, и уже подрастаем мы новое поколение, которые могут предложить, и мы готовы к тому, что у нас план изменится. Затем идет сбор, собирается Карина с инициаторами, с инициативной группой, и они берут точку, которая интересна именно им. В плане реализации занимаются подготовкой уже самого конкретного мероприятия. В данном случае сотрудники библиотеки, сотрудники Карина, мы являемся наставниками. Мы являемся наставниками, то есть мы им помогаем уже организовать более качественный продукт. При этом мы стараемся не закрыть их идейность, не перевести их на другое направление. Очень такая тонкая здесь грань, тонкая работа с ребятами для того, чтобы их не обрубить, не побить по рукам, для того, чтобы их направить в правильное русло, углубить это мероприятие. Это тоже очень достаточно сложно, но очень интересно. И, конечно же, координирует Карина уже самостоятельно координирует подготовку, ну и 2, вот, как я уже сказала, ее активных библиоволонтера. Реализация самого мероприятия. Немаловажной является обстановка в самой библиотеке. Книжные шкафы, стеллажи, оформление. Все является как бы таким антуражем этого культурного чила. Еще раз отмечу, что культурный чил проходит после закрытия библиотеки. Здесь нет пользователей, которым ребята могут помешать. Все происходит в стенах библиотеки. Мы приглушаем свет, включается освещение, включаем особое освещение, развешиваются тематические плакаты, готовятся фотозоны, баннеры. То есть особая обстановка для каждого культурного чила. Неотъемлемым атрибутом является, конечно же, книга. Каждую тему мы подводим к определенному жанру литературы. Тем самым создаются группы по интересам, в которых ребятам легче раскрыться, легче общаться. И
очень интересно им реализовать себя. Так, например, первый культурный чил, который прошел у нас в феврале и посвящался он 14 февраля, он был посвящен теме «Влюбленный». Мы его, конечно же, раскрыли через книгу. Не мы, ребята, раскрыли. Ребята прочитывали любовные романы, они читали, чтение вслух было, была экранизация, были показы фильмов на основе книг, была точка свидания с книгой вслепую, где ребята по цитате выбирали закрытые, оформленные, специально оформленные книги и имели возможность записать и взять ее домой. Мероприятие по аниме также было интересное, зажигательное мероприятие. Оно помогло презентовать этой аудитории книги по данному направлению. Ребята участвовали в модном показе, читали книги, комиксы. Ну, то есть была тоже достаточно интересна и активно раскрыта данная тема. Очень важным является оформление всех рекламных продуктов мероприятий. К этому мы относимся достаточно серьезно. Есть свой узнаваемый стиль. И вот можно посмотреть на одном из примеров, например, тему аниме и манги. Эта программа представлена слева. Мероприятие проходило в течение 2 часов, с 7 до 9 часов. И можно заметить, что программа была достаточно объемная. Для этого есть несколько причин. Они самые разные по наполнению. Эти мероприятия были. Мероприятие посетило больше 100 человек. Я уже сказала, наполняемость у нас не больше 70 человек. И было, конечно же, одно мероприятие проводить в один отрезок времени, это достаточно проблематично. Поэтому мы разрабатываем несколько одновременных мероприятий, которые распределяются по залу 2-го этажа библиотеки. И также мероприятия продумываются по степени активности. То есть одни ребята любят спокойные мероприятия, посидеть, почитать, пообсуждать, а другие ребята любят активно себя продвигать. То есть для этого обязательно у нас делаются в разных форматах открытые микрофоны. Вот, например, на аниме конкурс косплея был, где ребята могут себя показать. И это тоже очень важно, предусмотреть разные форматы мероприятий для данной аудитории. Все дети разные, об этом нужно помнить и знать. Результатом проекта для участников является, конечно же, необходимо отметить, что организация досуга и отдыха подростков и молодежи, создание для них благоприятных условий. Ведь необходимо сыграть на том, что библиотека – это не только культурный отдых, это еще и безопасный отдых. Родители, отпуская ребенка в библиотеку, понимают, что дети будут активно вовлечены в нужный культурный отдых. Это тоже очень важно. Это место для живого общения детей, где они могут себя показать, где могут они просто посидеть и общаться. Это реализация творческих способностей ребят, приобщение их к культуре чтения, путем обсуждения книг, громких чтений, прозаических поэтических конкурсов и так далее, через экранизацию книг. Это мы тоже используем для того, чтобы привлечь ребят к книге. Для библиотеки, конечно же, очень много тоже положительных моментов. Во-первых, это приобретение самой аудитории ребят 14+. Это увеличение зарегистрированных пользователей в библиотеке и зарегистрированных книговыдач. Это новый формат, как я уже сказала, мы тоже в копилку взяли этот формат. Мероприятия этого проекта являются рекламой деятельности волонтерского отряда и библиотеки в целом.
Это мероприятие помогло увеличить количество библиоволонтеров, которые являются уже неотъемлемой частью библиотеки. Мы понимаем, что любое мероприятие, а где волонтеры? И здесь очень важно отрабатывать именно, чтобы коллеги уже подавали свои заявки на библиоволонтеров заблаговременно, и за этим следит Карина как от самой главной ответственной. То есть от момента входа культурный чил на момент появления этого проекта было 22 волонтера в сентябре 2021 года. На момент входа в программу «Пушкинская карта» культурного чила было 60 волонтеров, сейчас их 72. Конечно, необходимо остановиться и на количественных показателях. Мы видим, что было запланировано у нас на культурный чил 280 посещений за год, а уже на данный момент у нас около 400 посещений. И заработанных средств, если планово мы планировали 42 тысячи заработать за год, сейчас мы уже более 70 тысяч заработали. И сейчас вот у нас буквально в эту субботу, завтра уже будет культурный чил. Он достаточно интересный будет, уже разработана программа, ребята приобрели билеты. И сегодня утром я посмотрела, продано 104 билета по Пушкинской карте, а билет стоит у нас уже сейчас, если мы начинали так пробно, 150 рублей, для того, чтобы приучить ребят, для того, чтобы показать им это мероприятие, оно уже было бесплатным, поэтому мы потихонечку повышали стоимость, и сейчас у нас ребята приобретают и уже самостоятельно приобретаются собственные тоже, в том числе средства за 300 рублей. Из них из 104 проданных билетов 84 продано по Пушкинской карте и остальные за собственные средства ребят. То есть здесь могут попасть ребята и 12+, но мы здесь делаем акцент на том, чтобы они у нас приходили либо со старшими своими ребятами, сестрами, братьями, либо с родителями. И родители приходят, у нас есть активные родители, которые посещают культурный чил, и они у нас в восторге. Одна из мам работает у нас на региональном радио России, и вот буквально вчера она звонила, и мы с ней задружились, и она активно готова продвигать мероприятия как по Пушкинской карте, так и другие мероприятия Национальной библиотеки на вот этом ресурсе, чему мы, конечно, рады и рады воспользоваться ее услугой. У нее ребенку 12 лет, и она говорит, он посещает каждый культурный чил, и я посещаю вместе с ребенком ваш культурный чил. Я в восторге от того, что вы делаете для ребят и как вы правильно подходите к продвижению книги. Одним из результатов вот культурного чила является формирование нового ресурса. Так, на одном из культурных чилов, который у нас был посвящен мифологии народов Севера, наших ямальских ненцев и ханты, кстати, на этот культурный чил было продано более 90 билетов, хотя тема достаточно неактуальная для ребят. Они не знают свою культуру родного края, мифологию, но, тем не менее, мы смогли зацепить ребят и смогли и погрузить их в эту тему, чему очень рады. Специально для этого культурного чила мы разработали этномафию. Она разработана на основе классической мафии, настольной игры классической мафии, но мы ее переработали с учетом мифологии коренных народов на ненецкой мифологии, где у нас присутствуют и верхние боги, и люди, наши оленеводы, мирные люди, и боги Нижнего мира. Мы погружаем ребят в мифологию ненцев, и в течение всей игры происходит
пояснение того или иного божества. То есть ребята таким образом вот в такой классической игре они изучают мифологию. Это очень интересный тоже опыт работы. И в январе мы запускаем уже этномафию как самостоятельную единицу. В рамках трудовых отрядов мы отработали. Но в чем минус этой игры? В том, что она посещение не более 10 человек, как и в классической мафии. То есть даже если мы будем проводить раз в неделю по субботам этномафию, то мы сможем набрать не более 40 посещений. Поэтому это пока нас останавливало от запуска этой программы. Мы ее пробировали на трудовых отрядах в летний период времени. Ребята были в восторге, и мы, опять же, это те ребята, которые в принципе столкнулись с тем, что у них были полные, либо вообще не оформленные пушкинские карты, и мы как информационный центр помогали им оформлять пушкинские карты, либо у них были полные карты с 5000 рублей. И они таким образом у нас реализовали мероприятие, и опять же мы их зацепили, заинтересовали своей библиотекой для того, чтобы они вошли в библиотеку и другие культурные учреждения. Это самые яркие проекты по Пушкинской карте, и необходимо отметить то, что в Пушкинскую карту и попадают самые яркие проекты, которые могут зацепить ребят. Это самые качественные продукты, которые запускаются по Пушкинской карте. Анализируя библиотеки округа, я увидела то, что там, где заморачиваются, простите за такое слово, там, где подходят качественно, осмысленно к своему продукту, библиотеки я имею в виду, а у нас из 13 муниципальных образований зашли в Пушкинскую карту 12 муниципальных образований. Кто-то зашел с января, как мы, кто-то зашел с марта 2022 года, кто-то запускает проект только сейчас, основываясь на опыте. И мы, как методический центр, конечно же, помогаем нашим коллегам войти в Пушкинскую карту. На основе своего опыта мы рекомендуем им, как зайти, с чем зайти, как наладить взаимоотношения с образовательными организациями. Это тоже очень важный момент, который не всем удается муниципальным образованием. И анализируя опыт, я отметила то, что заходят проекты, те, которые интересны нашим пользователям. Ребята с увлечением, даже мероприятия по программе, как, например, у нас сегодня будет представлять Муравленко опыт, у них мероприятия достаточно интересные, достаточно такие колоритные, но они по школьной программе. То, как они представляют эти мероприятия, позволяет тоже ребятам войти к ним в библиотеку. Подходят качественно, интересно и целеустремленно. Главное, на чем необходимо сделать акцент, не нужно бояться войти в Пушкинскую карту. Нужно рассматривать ее как точку входа в библиотеку, как возможность показать себя, свое учреждение, свой коллектив, свою команду, показать себя с выгодной для себя стороны. Еще раз повторюсь, что Пушкинская карта позволяет войти в платные услуги безболезненно. Библиотеки заработать средства, а пользователь при этом не платит собственные средства, платит государство. Каждое мероприятие, и необходимо отметить, что библиотека может представить именно свой контент, свой интеллектуальный досуг и может повернуть, именно развернуть его, использовать с выгодой для себя. Не только заработать средства, но и оценить каждое мероприятие в книговыдаче, что мы и делаем, библиотека. Мы каждое мероприятие, основное, внеплановое, по Пушкинской карте, платное мероприятие, мы обязательно оцениваем в зарегистрированных пользователях и в книговыдаче. Это для нас очень важный момент. Мои библиотекари моего отдела, и они прибегают ко мне и говорят: Ирина Владимировна, культурный чил записалось 13 человек, а книговыдача 56. 56.
Для них это является неким таким показателем важности их мероприятия. И это очень важно на этом акцентировать внимание свое и своих коллег. Спасибо большое за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Огромное спасибо, Ирина Владимировна. Очень содержательное выступление, очень вдохновляющие кейсы. Я думаю, наши коллеги поняли, да, что пушкинская карта — это не страшно, это не больно, и это очень полезно для библиотек. А дальше мы идем дальше по нашей программе. И вообще, конечно, проекты у нас у каждой библиотеки есть свои, и каждого из нас волнует вопрос финансирования. Ну, мы с вами пытаемся участвовать в грантах. Иногда получается, иногда не очень успешно. Что делать, если гранты не выиграли, а проекты реализовывать все равно как-то нужно? О том, где найти поддержку для своей инициативы, расскажет Любовь Николаевна Клюкина, директор благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью и детей с ОВЗ «Харысхал». Здравствуйте, Любовь Николаевна. Так, Любовь Николаевна, вот мы вас видим. Да, вы меня слышите или нет? Да, и слышим, и видим теперь. Супер, хорошо, давайте тогда будем начинать. Добрый день. Я на самом деле мечтала увидеться с вами сегодня очно, но, к сожалению, дети болеют не по расписанию, поэтому вещаю буквально с этого же микрорайона, но с иного места. Но я надеюсь, что мы сегодня с вами сможем познакомиться, и у нас живо пройдут. Сколько у нас минут, уважаемые организаторы? Наверное, 25 где-то. 20-25 минут, отлично. Итак, как говорила Юлия, мы будем говорить немножко о проектировании, о том, что такое грантовая политика. Я сейчас вижу зал. Пожалуйста, поднимите руки те, кто уже писал проекты и участвовал в разных грантовых конкурсах. Поднимите руки, пожалуйста, чтобы я понимала, кто. Вижу одну руку, вторую, третью. Ага, четвертую, мало чего на самом деле, да, у всех остальных пока нет опыта. Можете проговорить голосом или написать в чате о том, почему вы еще не занялись этим вопросом. Вам это не нужно, знаете, с чего начать. Или, может быть, вы вообще не понимаете, для чего это нужно, если есть, в принципе, финансирование учреждения и других источников финансирования вам не надо. Какие причины, почему вы не участвуете, не пишете проекты? Жду. Если хотите высказаться, руку поднимите, я к вам подойду с микрофоном. Да. Угу. Кто-то, может быть, пишет в чате. Нет, в чате я ничего не вижу. В зале есть комментарии? В зале комментариев тоже нет, да? Говорят, страшно с места. Страшно. Ага. Комментарий про страшно. Понятно. Еще комментарии. На самом деле, это все не очень страшная история, и я всегда советую найти НКО. Ага. Кстати, да, про найти НКО. Итак, давайте с самого начала. Что такое проект? Проект – это ваша оформленная мысль, которую вы доносите до иных людей. Под иными людьми мы сами понимаем экспертов, которые вас оценивают. Я сама являюсь экспертом Всероссийского конкурса молодежных проектов. Этот конкурс проводит Федеральное агентство «Росмолодежь». И то, как пишут свои проекты молодые люди по всей стране, мы там на самом деле с коллегами-экспертами выписываем первые, как они могут мысль доносить или не могут донести совсем. Поэтому первая история – это что такое проект. Да? И иногда на самом деле для проекта нужны энные ресурсы, и не обязательно это грант. Грант – это всегда что? Это финансовый ресурс, это деньги. Но бывает часто, вот мы сейчас, например, пришли вот в это здание, прошли по коридору и увидели реализованный проект «Обнимаю сердцем», который сделан абсолютно без грантовых средств, на полном энтузиазме молодых и не очень людей, да, предпринимателей, активистов, которые сделали, просто соединив свои ресурсы. У кого-то были человеческие ресурсы, у кого-то было немножечко финансов, которым он был готов поделиться, у кого-то были просто знакомства полезные, которые он подключил, и так далее, и так далее. То есть проект – это не всегда про грант. Проект – это про то, чтобы мысль оформить и ее кому-то показать и рассказать. Если все же вы прописали проект и поняли, что
у вас нет такого количества знакомых, нет нужных ресурсов, да, тогда да, действительно можно и нужно принимать участие в грантовых конкурсах. При этом нужно понимать, что грантовые конкурсы бывают двух видов. Это для юридических лиц, в том числе и в первую очередь для НКО. И второе, это для физических лиц, где вы, как человек, единица, да, можете принимать участие. Где искать грантовые конкурсы? На самом деле грантовых конкурсов огромное обилие. Вот этот вот проект, кстати, «Капитан Грантов», у него есть хороший телеграм-канал, где очень хорошая подборка всегда грантов, в том числе и региональных. Всегда они прямо держат руку на пульсе, где что есть какие-то бесплатное обучение для представителей НКО, какие-то гранты, маленькие, большие, очень разные. Коллеги, а вы подписаны на какие-то ресурсы вот по поводу грантов, обучений различных? Вот как раз «Капитан Грантов», если вы в Телеграм зайдете, там, ну, также напишите «Капитан Грантов», там все это есть, очень классно. Ага, Юля сказала об этом, действительно они есть во всех соцсетях, поэтому рекомендую подписаться, следить. Где же есть грантовые конкурсы для физических лиц? В первую очередь для молодых людей есть конкурсы в рамках Росмолодежи. Бросаю ссылку в чат. Это общая такая вот инфраструктура Росмолодежи, и там есть отдельный грантовый конкурс. Он проводится 3 раза в год. Я сейчас не очень вижу, но чувствую, что есть немой вопрос у тех, кто в зале, и тех, кто смотрит нас в онлайне, что я же не молод, почему я буду принимать участие в этом конкурсе. Потому что в этом конкурсе можно получить грант до 1,5 миллиона рублей. И при этом вы, да, действительно можете быть не молоды, но в вашей команде может быть молодой человек, у которого вы можете стать наставником и этот проект оформить. 2 раза в год проводятся заочные конкурсы, то есть вы только загружаете свой проект онлайн, и несколько раз в год проводятся конкурсы в рамках очных молодежных мероприятий, в том числе в городе Якутске каждый год фестиваль Мусустар до 5 миллионов рублей разыгрывается на этом фестивале. В этом году, например, 11 проектов молодых людей были поддержаны. При этом наставниками могут быть люди любого возраста, команда проекта это до 5 человек, ну и отдельно я организаторам вышлю презентацию по вот этой возможности. Советую принимать участие, там очень хороший отборочный момент. Например, у нас в Якутии, когда проводится конкурс в рамках Мусустар, каждый 5-й проект получает поддержку. Но на самом деле это очень хорошая выборка, и там все зависит только от того, насколько вы хорошо и грамотно этот проект оформили. Ну а я знаю, что вы, как работники библиотек, всегда делаете все очень конкретно, грамотно, и мне кажется, тут только сесть, как говорится, и сделать. Кроме этого, для физических лиц есть замечательный конкурс под названием «Моя страна, моя Россия». Также здесь не регламентируется возраст участника, и на самом деле я советую начинать именно с этого конкурса как такой старт для вас, чтобы попробовать немножечко себя в проектировании. «Моя страна, моя Россия». Здесь есть плюс в том, что вы можете сами стать после первого участия экспертом этого конкурса и сформировать насмотренность в проектировании, то есть смотреть, что пишут другие люди. Там абсолютно открытый отбор. И есть большое количество обучающих семинаров, где вы можете поучиться, понять, как это работает. У одной и у второй возможности есть социальные сети, которыми вы можете воспользоваться, зайти, посмотреть, почитать, как это работает, что это такое. Очень советую. Для физических лиц, для учреждений муниципальных, государственных, для ИП и для некоммерческого сектора есть замечательный фонд, который предоставляет нужные нам с вами гранты. Это фонд культурных инициатив.
Я уверена, что вы очень много слышали об этом конкурсе, вас уже обучали, что нужно принимать участие и так далее, и так далее. Здесь я предлагаю в первую очередь заходить на этот сайт и смотреть хороший раздел «Проекты», смотреть, что пишут другие коллеги из других, даже самых маленьких поселений нашей необъятной страны. И тогда сформируется некая уверенность, что даже на какую-то вот абсолютно такую простецкую проблему коллеги решают через социальное проектирование. Если они могут, то почему я не могу? Ну, по крайней мере, меня, например, всегда это очень сильно мотивирует. Это что касается участия физических лиц, ИП и организаций. Для некоммерческого сектора есть несколько конкурсов, вы о них, скорее всего, слышали. Если у вас нет НКО, и вы пока не понимаете, зачем оно нужно, зачем вам его создавать, то лучше это не делать. Я советую всегда находить себе партнеров среди некоммерческих организаций. У нас в республике сейчас порядка 2500 зарегистрированных организаций. Я уверена, что кто-то из ваших знакомых является учредителем или руководителем, или специалистом в какой-либо из организаций, где есть подходящий АКВЭД. Вид деятельности – это культурная деятельность, это про вас. Да? Поэтому можно, не обязательно регистрировать свое НКО, можно принимать участие, вместе коллаборироваться. Да? Очень хорошее слово «коллаборация», которое нам хочет запретить использовать Государственная Дума в будущем. Поэтому сайт «Президентские гранты». Президентские гранты – это еще классная копилка проектов, идей и мыслей. Заходим и наполняемся идеями, как решили в том или ином регионе ту же самую проблему, которая есть у вас. Иногда не нужно придумывать велосипед, можно взять что-то готовое и под свои реалии слегка изменить для того, чтобы это работало, ну, может быть, так, как вы бы хотели, чтобы это вдруг заработало. У нас в республике ежегодно проводится конкурс для некоммерческого сектора. Также он финансируется порядка 100 миллионов рублей, ну, каждый год по-разному. Это конкурс грантов Илдархана, грантов главы республики. Ссылку также посылаю вам в чат. Здесь также есть хорошая копилка проектов в разделе «Проекты», с которыми вы можете знакомиться, смотреть. Иногда, на самом деле, даже я, хотя я в комиссии этого конкурса, но удивляюсь, какие проекты вообще проходят и побеждают. Проходимость проекта, извините за это слово, на 50% зависит от того, насколько подробно и понятно написана заявка. Вот если вы все подробно и изложите, да, и супер-супер понятно для того человека, который будет читать, это уже 50% успеха. Даже если это абсолютно не уникальная идея и не какая-то там фишечная фишка, которой больше нет нигде. Сейчас при обилии идей, а они, вы знаете, гуляют в мире, да, и в воздухе фактически, уже нет практически ничего уникального, мы просто с вами повторяем то, что уже может быть кем-либо было сделано, но при этом мы можем сделать это лучше, интереснее, с большим охватом, с подключением каких-то других целевых аудиторий и так далее. Хорошая копилочка проектов есть на сайте Смартека, Агентства стратегических исследований Российской Федерации, Смартека. Если там в разделе «Искать практики» вы наберете слово «библиотека», то вы найдете для себя несколько интересностей, например, как привлечь молодых людей как писать проекты в рамках своего библиотечного пространства и так далее. Рекомендую заглянуть на Смартеку, на досуге, посмотреть, что там происходит. Если у вас есть молодежные команды или вообще молодые люди, которые приходят к вам и ищут, и находятся в поиске каких-то выходов, да, где бы им себя показать и так далее, очень советую два сайта, которые сейчас отправляю также в чат. Почему-то уже и в чат перестали уходить. Угу. Это «Большая перемена», конкурс для школьников, и это «Твой ход», конкурс для студентов. Конкурс для студентов. Через эти два конкурса вы можете транслировать свою работу
на уровень Российской Федерации через молодых людей. То есть вот такой вот механизм работает. И если, например, ваши молодые люди что-нибудь интересное делают, и вы хотите их поощрить, то пользуйтесь вот этой возможностью. Сейчас дошлю вам еще про твой ход. Твой ход. Большая перемена – это типа квеста, то есть там, например, если это младший школьник, то маленький котик, он беседует с этим школьником и предлагает ему что-то изучить, посмотреть, показать, рассказать о своей жизни, своей деятельности и так далее, и так далее. Ребенок вовлекается и может победить и получить, например, путевку в Артек. Через твой ход это про формирование портфолио для молодых людей, первое портфолио для студентов, и причем там можно получить грантовую поддержку до 1 миллиона рублей. Если сильно кратко, то эти конкурсы про это. Сейчас накидала вам много-много-много ссылок, понимаю, что иногда вы загружены своей текущей работой, иногда вам страшно, неудобно и так далее, но мне кажется, что можно социальное проектирование просто превратить в свою текущую работу, то есть вы свои текущие проекты, то, чем вы занимаетесь здесь и сейчас, можете превратить в проект и подать, и показать его. Еще одну последнюю платформу хотела бы вам порекомендовать. Но вот сейчас такая жизнь, что мы живем и работаем через вот эти вот электронные средства, через платформы. Так. Высылаю. Это платформа Добро.рф. Возможно, вы уже слышали. Если слышали про эту платформу, то скажите, пожалуйста. Это экосистема волонтерства, добровольчества России. В чем плюс этой экосистемы? Там также есть множество добровольческих интересных проектов. И еще там есть классная история, это Добро университет. Это онлайн бесплатные курсы, где вы можете получить сертификаты как руководители волонтерского движения, как доброволец, как фасилитатор, как координатор, как модератор и так далее, так далее, так далее. Вот. Мне кажется, что для вашего портфолио такие сертификаты очень бы подошли, и вы могли бы найти там на Добро.рф для себя определенное комьюнити и возможности для развития. Так, у меня уже выходит время, я вижу, поэтому я буду закругляться. Это был, скорее всего, не спич, а такой быстрый поход по сайтам, да, как говорится. Отправляю последний сайт, это сайт моего родного и любимого фонда Харысхал, благотворительный фонд Харысхал, который работает и поддерживает ребятишек с инвалидностью УВЗ, руководителем которого я являюсь. Приглашаю к сотрудничеству с нашим фондом, мы всегда максимально открыты, ну и, пользуясь возможностью, благодарю руководство ЦБС города Якутска и смарт-библиотеки за то, что очень по-доброму они к нам отнеслись, и мои коллеги, студии работают сейчас на базе именно смарт-библиотеки. Это несколько студий, и театральная, и этностудия, анимация и так далее, и так далее. Вот. За это очень-очень благодарю. Я не очень слышала, Юлия сказала в начале, кто я, что я, почему я. Это фонд Харысхал, это различные проектирования по различным темам. И буду очень рада, если вы решите стать моим другом в социальных сетях. Находите меня, пожалуйста, Любовь Клюкина, во ВКонтакте, в Телеграме и даже в Одноклассниках я есть. Всегда готова помочь вам, если вы решили оформить свой социальный проект и не знаете, с чего начать и чем закончить. Занимаюсь я этим обычно в ночное время, но всегда открыта для помощи тем, кто ее ищет. Спасибо большое. Мой спич завершен. Готова ответить на вопросы. Огромное спасибо, Любовь Николаевна. Очень интересно, здорово, что много сайтов. Я думаю, коллеги найдут на них много интересного, много полезного. Коллеги, если есть вопросы, помашите, я к вам подойду с микрофоном. Если вопросов нет, то мы благодарим вас еще раз. И если что, да, вам коллеги обратятся. Контакты, я думаю, все записали. Спасибо. А мы движемся дальше. До обеда мы с вами говорили о том, что очень часто, да, библиотеки
разрабатывают туристические и экскурсионные маршруты, и это очень нужно и важно, потому что люди, ну не только туристы, но и сами мы, жители города, узнаем, открываем город с новой стороны, с новой точки зрения. Библиотеки Коломны создали уникальный проект, который не просто рассказывает о городе, но делает это с помощью воспоминаний и эмоций его жителей. Проект «Эмоциональная карта Коломны» как пример нового краеведения, который представит Юлия Вячеславовна Младенцева, заведующая сектором по связям с общественностью библиотек Коломны. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, а меня видно, слышно? Да, вас видно и слышно. Все, супер, отлично. Рада всех видеть. У меня доброе утро, у вас, я так понимаю, добрый день. Вот, мне кажется, я сегодня даже немножко подвиг совершила, потому что обычно... Я с удовольствием послушала то, что вот Любовь сейчас говорила, даже сохранила все ссылки. Сейчас я расскажу о проекте, который мы реализовали при поддержке Фонда культурных инициатив. Может быть, для вас это будет полезно, что, скажем так, стоимость этого проекта, финансирование от фонда, оно было достаточно низкое. То есть мы взяли сумму до 500 тысяч, 348 тысяч, у нее чуть проще критерии. Вот, и расскажу, что получилось. Так, сейчас я запущу демонстрацию экрана. Итак, начну с того, зачем, в общем-то, мы делали этот проект. Думаю, история вам знакома, что в библиотеках большое количество краеведческой информации, ее много, она разная, но при этом мало интересных и актуальных форм подачи материала, это первое. А второе, но все-таки низкий интерес к краеведению. То есть есть краеведческие клубы, мы проводим краеведческие мероприятия, но так, чтобы человек с улицы пришел и сказал, расскажите мне про город, ну, такое бывает редко. Поэтому, собственно, проект решал какие задачи? Он решал, во-первых, создать актуальную форму для краеведческой информации и при этом еще и побудить изучать информацию о городе. И таким образом появилась идея создать эмоциональную карту Коломны. Что она себя представляет? Это сайт с интерактивной картой, где самые популярные локации города Коломны представлены через призму эмоциональных оценок. И плюс еще дополнен актуальным контентом. Это подкасты, видеозаписи, игры, иллюстрации и многое другое. Здесь мы еще решали и проблему малой родины. Это, кстати, еще то, что мы использовали в грантовой заявке, да, в обосновании. Здесь я привожу цифры за 2020 год. В 2022 году, я думаю, что цифры будут еще плачевнее, скорее всего. И история какая, что важно еще создать эмоциональную взаимосвязь с малой родиной. И, собственно, побуждая человека рассказывать о себе в городе, тем самым мы его постепенно вовлекаем, в общем-то, в осознание вот этой связи, что я есть часть города, а город — это, в общем-то, та часть меня, где я, с чем у меня связано много эмоций. Целевая аудитория проекта – молодые люди от 18 до 35 лет, это активное население, это люди, которые способны на изменения. Критерий был, что это люди, постоянно проживающие в городе, и в том числе переехавшие из других городов. И плюс еще мы же брали туристов. Но туристы как дополнительная такая целевая аудитория, ну и, естественно, активные пользователи сетей. Вот. Что мы хотели? Мы хотели, что карта, она стала такой точкой входа, которая поможет создать сообщество людей, неравнодушных к своему городу, где люди будут делиться эмоциями, да, через это осознавать себя членом местного сообщества, принимать общие ценности, да, вот я коломчанин, да, я какой, то есть вот коломенцы, они какие. И в том числе проявить социальную активность, но опять же мы не портал добродел, то есть мы скорее хотели, чтобы люди интересовались, вовлекались в какие-то творческие истории, то есть цели менять какие-то глобальные вещи у нас не было, в общем-то мы не те задачи решали.
Итак, как мы работали? Силами библиотек мы провели опрос. Я думаю, что если у вас библиотечная система, то, в принципе, это реализуемо все. Мы опросили 3500 человек, использовали открытый опросник, где мы предлагали вот по категориям, по 9 категориям предложить локации. И таким образом мы выявили 50 самых популярных локаций, разбитых по эмоциональным категориям. На втором этапе мы собирали личные истории горожан. То есть мы просили рассказать их о себе в городе, о каком-то анекдоте, о каком-то грустном событии. На самом деле это тоже сделать несложно, потому что библиотекари постоянно общаются с людьми, и, в общем-то, начать человека расспрашивать, чтобы он рассказывал о себе, человеку, да, и вот хлебом не корми, да, и о себе рассказать большинству. Поэтому историю мы тоже достаточно быстро собрали, не было никаких сложностей. И самое главное, что мы дальше сделали, мы это передали краеведческому отделу, и краеведческий отдел уже сопоставлял с краеведческими материалами, с краеведческими фактами. То есть такая получался... В итоге у нас получилось 50 эмоциональных описаний, подкрепленных краеведческими фактами. И на основе этих описаний мы создали иллюстрации. Вот вы видите на примере, они тоже с такой эмоциональной окраской. То есть если у нас усадьба Липгард – это мрачное место, да, то вы видите картинку, она такая мрачная. Или, например, улица Посадская, одно из любимых мест коломенцев, и вы можете заметить какие-то мелкие детали, кошечки, голуби, которые у нас постоянно возникают в иллюстрациях. Ну, такое вот совсем другое эмоциональное восприятие иллюстраций. И в итоге мы это все разместили на интерактивной карте, где, в общем-то, горожане могут выбрать город, какой они хотят посмотреть. Они могут увидеть мрачный город, они могут увидеть спортивный город или, например, романтичное настроение. Они могут пройтись по романтичным местам Коломны, еще и подкрепив все это романтичными историями любви коломенцев. Естественно, так как у нас была задача еще это наполнить краеведческой информацией, но в таком актуальном контенте, мы разбили информацию по категориям узнать, увидеть, услышать, почувствовать. Отдельно вынесли детские локации, потому что у нас даже отдельно был детский опросник. И, собственно, по этим категориям у нас есть разные виды контента. Это подкасты, видео, статьи, прогулочные маршруты. Здесь на слайде привожу, как на сайте сейчас выглядит этот контент. И что самое важное, карта и опрос, они нам сами рассказали, о чем говорить горожанам. Очень ярко это было на примере микрорайона Щурова, которое горожане выбрали как мрачное место. Почему мрачное? Удалено от центра, промышленная зона, где изготавливаются строительные смеси. В 90-е люди собирали на лед цемента с машин, и, конечно же, отношение к локации осталось такое, как раз воспринятие как мрачное, такое неблагополучное место. При этом у микрорайона просто абсолютно потрясающая история с точки зрения самостоятельного развития. Там контекст, начиная если мне не изменяет память, с 17 веков достаточно ярко описан. Есть еще древнее, просто я сейчас уже не помню все. И, собственно, уже стоят очистные сооружения, налета нет, там потрясающие дубовые рощи, потрясающие сосновые леса, но при этом есть восприятие места как мрачного. И, собственно, мы поняли, что надо рассказывать, надо вот этот контекст возвращать. Таким образом, у нас появились экскурсии, у нас появилась публикация на сайте, где мы рассказывали историю микрорайона. И сейчас вот к декабрю-январю месяцу у нас должна появиться настольная игра, где мы тоже рассказываем об истории Щурова микрорайона. И что еще? Это такое у нас уже дополнительное и
интересное случилось. Когда мы работали над описаниями, мы заметили большое количество ароматных ассоциаций. И сопоставляя еще с краеведческой информацией, тоже заметили ароматные ассоциации, подумали, почему бы нам не сделать ароматы. И мы связались с библиотекой ароматов, рассказали о своей инициативе, они нас поддержали, и таким образом у нас появилось 10 ароматов о городе. Если вы видите, они соответствуют названиям популярных локаций Коломны. То есть вот тот же Щурово, и, кстати, очень много вызвало вопросов, потому что чем пахнет Щурово, и как раз люди говорили, там смог, цемент, и мы схитрили, мы в основную нотку аромата как раз и взяли смог и добавили еще ароматы как раз можжевельника, хвои вот к лесам. И это потрясающе стало точкой входа рассказать историю микрорайона. На фестивале, у нас есть такой ежегодный яблочно-книжный фестиваль, около 13 тысяч человек его посещают. Мы сделали такой эксперимент, мы предлагали людям послушать ароматы, назвать ассоциации и предположить место. То есть мы название локации им не показывали. И могу сказать, 80% людей называли локации именно те, которые мы задумали, что для меня показатель, что все-таки мы попали. С мая месяца мы презентовали проект на городских площадках. У нас была такая история, кстати, очень простая, но на самом деле до сих пор я вижу отклик. Мы сделали карту и предлагали детям повзаимодействовать с этой картой. То есть, например, покажи на карте, где ты живешь. На самом деле не все дети могут показать. Вот мы вместе с ними искали. Потом мы им предлагали нарисовать какую-нибудь кошечку-собачку для совсем малышей, предлагали раскрасить и наклеить на место в городе. То есть тем самым ребенок, в общем-то, взаимодействовал с картой города и еще и тоже приносил такую частичку себя. Ну, вот тут как раз фотографии, как мы презентовали ароматы. В общей сложности у нас получилось около 14 тысяч человек посетило площадки вот с мая по сентябрь, площадки проекта. Дополнительно, то, что мы не закладывали в грант, но само собой так случилось, иллюстрации получились красивые, эмоциональные, мы подумали, зачем же их только на сайте оставлять, и так появилась сувенирная продукция, это открытки, закладки и раскраска, причем раскраска, она использует еще и цитаты коломенцев о той или иной локации, то есть мы взяли совсем мало фактов, потому что все-таки у нас город туристический, так или иначе информацию можно найти, вот, а именно вот этот, что говорят коломенцы о городе, чтобы проникнуться атмосферой города, мы как раз вот раскраску добавили, и люди могут как раз проникнуться именно эмоциональной такой историей этих локаций. Ну, это вот я привожу цифры охвата проекта по поводу бизнеса. Бизнесу стало интересен наш проект. Первое, нас поддержали, предложили воду. Мы раздавали воду с QR-кодами проекта на городских мероприятиях, что тоже, в общем-то, оказалось достаточно удачно, потому что жарко, воду купить сложно на фестивале, а тут в библиотеке воду раздают с QR-кодами. Так мы еще и посещение на сайте делали. Так, что дальше? В общем-то, сейчас мы сделали структуру, которая позволяет расти географически. То есть сейчас локации, они только внутри города Коломна, но у нас есть еще Коломенский район, есть города, которые тесно связаны исторически с развитием города. И, конечно же, мы постепенно будем их добавлять. Плюс еще с точки зрения мы еще планируем добавлять контент. Например, мы сейчас работаем над топонимической картой Коломны, и топонимы тоже будут окрашены с эмоциональной окраской. Ну, в принципе, у меня о проекте все. Сейчас я вернусь к вам, попробую остановить.
Если есть вопросы, задавайте, расскажу, постараюсь ответить и про проект, и про то, как реализовывали. Буду рада ответить. Коллеги, если есть вопросы, та же самая технология, помашите мне рукой, я вам микрофон принесу. Так, вопросов, кажется, нет, но все очень много фотографировали. Да? Мне кажется, вопросы появятся. Ну, мы с радостью ответим. На самом деле, вот за что я сама полюбила наш проект, потому что, казалось бы, да, простая такая точка входа — эмоции. На самом деле эмоции могут быть разными, и вообще вот это оказалось, ну, вот сейчас популярна экономика эмоций, но на самом деле, когда вот еще возник краеведческий подтекст, что мне в этом, например, на примере сейчас объясню. Я разговаривала там с подростками, и они говорят, вот я хожу там через мемориальный парк, потому что мне там как-то не очень, мне там мрачно, я устала, иду с тренировки. Я говорю, а ты знаешь, что там было раньше? И дальше я начинаю рассказывать про кладбище, про то, как этот мемориальный парк, в общем-то, появился. И они включаются, потому что он каждый день там ходит, у него есть определенные эмоции, связанные с этим местом, в принципе, а тут еще добавляется контекст. В общем, вроде бы такой простой ход, но отклик я вижу у людей достаточно яркий. И меньше, ну, нет таких финансовых вложений, потому что просто поговорить. Это очень важно. У нас есть вопрос. Здравствуйте, меня зовут Кюней. Спасибо за лекцию. Хотела узнать, как вы проводили опрос этих 3,5 Как мы проводили опрос? Мы сделали опросник открытый, где было 9 категорий, и мы просили вписать. Каким образом? У нас библиотечная система, состоящая из 17 библиотек. Каждой библиотеке дано было задание сделать определенное количество анкет. Анкеты были онлайн и офлайн. И мы сотрудничаем еще с институтами нашими коломенскими, то есть всех попросили ответить на вопросы. И в течение, срок, сейчас скажу, реализации опроса был около полугода. То есть это не за один месяц был сделан. Поэтому срок большой, был определенный план, который должны были сделать каждая библиотека. Но на самом деле здесь тоже в библиотеке проходят мероприятия, приходят дети, приходят те же школьники, приходят читатели. И заполнение анкеты мы специально сделали, чтобы оно там было около минуты, то есть оно не занимало много времени. Поэтому, собственно, и не могу сказать, что были прям большие сложности с опросом. Полгода, 17 библиотек, и, в общем-то, все готово. Но если говорить о выборке, то есть получается у нас население 140 тысяч, 147, если мне не изменяет память, именно города. То есть на самом деле цифра относительно города, она не очень большая. Но с точки зрения ценности информации она большая. И дальше мы можем проводить опрос, так как методика уже разработана, мы можем периодически проводить опрос, проверять места. То есть карта, мы подразумеваем, что карта, она будет меняться. То есть она динамическая, а не статическая. Динамичная, а не статичная. Есть еще вопросы, коллеги? Ага, еще есть. Сейчас подойду. Здравствуйте, Юлия. Спасибо огромное за ваш замечательный рассказ о вашем проекте. Я бы хотела узнать по поводу духов. Они, по-моему, гениальная идея. Подскажите, вы уже, когда весь этот проект создавали, уже была идея с тем, чтобы это все упаковать в такие духи, да? И как вообще шла работа, как шли заказы и в каком тираже вообще выпускались эти запахи? Каким образом были созданы духи? Первое, мы действительно выявили эмоционально вот эти ароматные ассоциации с локацией. Дальше менеджеры компании «Библиотеки ароматов», они на самом деле
открыты для сотрудничества, и они сами помогают выбрать, то есть у них огромный каталог ароматов. И плюс еще у них ароматы, они подразумевают то, что их можно смешивать. Но у них каталог очень большой. Если вы зайдете на сайт, вы посмотрите, у них там ароматы слез, ароматы денег, ароматы там дубы, древесины, ландыши и прочего. То есть у них очень большой каталог. И мы не создавали новый, мы выбирали именно из каталога. Есть определенная сумма выкупа, то есть которую мы должны были обеспечить. Причем они идут навстречу, и для муниципальных организаций сумма выкупа меньше. Количество флаконов, которые должны выкупить муниципальные организации, но меньше, если бы это был бы бизнес. И таким образом нам надо было обеспечить выкуп 50 флаконов. Нас поддержал город. То есть мы не за средства гранта это делали, единственное, я не финансист, я вам не скажу точно, да, но я знаю, что мы писали запрос на наше управление, и нам разрешили сделать эту закупку. И, в общем-то, мы сами купили эти 50 ароматов. Мы их сами не продаем, потому что это одеколон, и для того, чтобы продавать, нужно определенное разрешение. Мы их используем как раз, кстати, в программах краеведческих, в том числе в программах для Пушкинской карты. Именно вот это погружение через ароматы мы добавляем в персонале. Например, вот Посадская улица, она пахнет сиренью. На Посадской улице, когда Анна Ахматова приезжала в наш город, она гуляла по этой улице. И дальше мы еще добавляем информацию про Анну Ахматову, такой литературно-ароматической импровизации с элементами краеведения. Ну, в общем-то, вот пример программы, как мы работаем с ароматами. И их можно заказать на сайте нашего партнера, то есть перейти, заказать. Мы говорим, то есть у нас есть ссылка, по которой мы предлагаем перейти и купить эти ароматы. И даже получаем небольшой процент с продаж этих ароматов. Но по большому счету мы все равно их не сильно продаем, мы именно вот работаем с программами. То есть у нас в библиотеках находится, в 5 библиотеках находятся наборы, и библиотеки проводят программы ароматические, оформляют стенды и прочее. Спасибо большое за ответы. Тут еще в чате спрашивают, а кому пришла такая идея? Идея самого проекта? Мне кажется, что это тоже про ароматы, но, возможно, про проект тоже. Но на самом деле ароматы идеи, то есть тут все близко. Во-первых, у нас именно идея эмоциональной карты – это идея нашего директора, нашей библиотечной системы, потому что у нас есть концепция развития библиотеки, центральной городской библиотеки, которая тоже связана с библиотекой эмоций. То есть я вот сейчас сижу уже в обновленном зале, вот только-только прям доделали ремонт. Вот буквально несколько дней назад, еще даже вот видите, стены абсолютно еще не заселены, скажем так. И есть идея развития библиотеки, что каждое пространство библиотеки, оно тоже так или иначе связано с эмоциями. Например, отдел обслуживания, он как букпарк, то есть там будет такой зелень, чтобы у человека возникали такие эмоции спокойствия, умиротворения, и вот он мог почитать спокойно. И, в общем-то, из этой концепции родилась идея создать эмоциональную карту колонны про ароматы. Ну, так оно в воздухе витало, потому что, действительно было очень много ароматных ассоциаций. Я могу сказать, что это мы не первые, кто работаем с ароматами, потому что я видела библиотеки Москвы и Петербурга, не работали с ароматами, даже сотрудничали с библиотека ароматов, просто по-другому. То есть не локация города, кто-то делал ароматы книг, кто-то делал такую ароматную импровизацию. То есть идея именно сама работы с ароматами не новая, мы именно вот соединили городские пространства и ароматы. Такого я вроде не видела. Спасибо огромное, очень интересная тема, да, и у нас, я вижу, коллеги сильно вдохновились
заинтересовались. Спасибо, Юля, за то, что подключились, рассказали. Да, я еще, знаете, что момент скажу, вот по поводу вдохновились, тоже можно первую карту, вообще работу с картой, можно работать на Яндекс.Картах, это бесплатно, вы просто загружаете свои иконки, и мы первую карту на самом деле сделали, ну, такую промежуточную, мы сделали на Яндекс.Картах, она у нас очень долго была, именно вот в таком формате. Но потом уже, когда получили средства гранта, мы уже разрабатывали настоящую красивую карту, которую мы показывали. Так, друзья, спасибо. Мы переходим дальше. До свидания. Спасибо, до свидания. Мы переходим дальше. Многие думают о том, как вообще привлечь людей в библиотеку, да, что нужно для этого сделать. А давайте подумаем еще, как можно сделать так, чтобы, приходя в библиотеку, люди не только читали книги, это, конечно, но и занимались спортом. Вообще спорт и чтение — это две самые такие страдающие наши привычки. Люди всегда хотят больше читать и больше заниматься спортом, но по каким-то причинам, объективным или не очень, у них это не получается. И сейчас вот у нас... Так, Анастасия должна подключиться. Анастасия, если вы здесь, помашите, пожалуйста, рукой. Супер. Здравствуйте, коллеги, очень рада вас видеть. Прошу прощения еще раз за опоздание. Но я постараюсь быстро, чтобы уже вас сильно не задерживать. Начнем с того, что библиотеки города Муравленко у нас воспринимаются жителями города как пространство для саморазвития и самосовершенствования. В наших современных условиях стремительной цифровизации мы нашли свое место в культурной жизни города Муравленко и умеем подстраиваться как в технологическом плане, так и в новых методиках работы с читателями. Мы реализуем разнонаправленные проекты, социальные, творческие, практикоориентированные. Тут представлены 3 из наших проектов. Это «Мама может», «Мысли-лаб» и, конечно же, «Умный фитнес». Расскажу, как возникла идея, быстренько. Так, я что-то нажала не то. Слайд у нас, 3-й слайд, новые реалии, новые возможности. Да, у нас, мы сами открыли презентацию. Что-то я не понимаю, простите. Мы сами открыли презентацию. Если ее видно, ты можешь выключить демонстрацию экрана, и тогда будет видно то, что мы показываем. Ну, я думаю, меня видно. Ой, слышно? Да. Видно, у нас презентация включена. Тут 3-й слайд. Так, коллеги, может быть, в чате что-нибудь напишите, потому что я вообще ничего не вижу и не слышу. У нас включен микрофон? Все, слышу вас. А то я думаю, может быть, я отключилась. В общем, идея проекта у нас возникла в 2020 году, когда мы все вышли из такого тяжелого периода, с периода самоизоляции. Мы все помним, как нам тяжело пришлось. Мы перестраивали наш привычный режим 2 раза в год. Сначала мы сидели дома, потом мы выходили на работу и возвращались к докарантинному темпу. И мы решили опросить наших читателей, чего же им не хватало за это время. Они нам сказали, что, конечно же, пострадали их физические способности, так как они сидели дома и вели малоподвижный образ жизни, а также им не хватило живого общения. Подумав, мы решили объединить все-таки 2 таких, казалось бы, две далекие дисциплины, это чтение и фитнес, и добавили к ним возможность собираться в кругу друзей. Так у нас появился проект «Умный фитнес». Востребованной стала сама идея. Мы очень вовремя предложили нашим читателям двигательную нагрузку и яркие эмоции. Почему мы выбрали скандинавскую ходьбу? Потому что мы посчитали, что это самый лучший способ восстановления физической активности. А чтение, по мнению нейрофизиологов, это также такое же упражнение для мозга, как и поднятие тяжести для мышц.
Так, умный фитнес у нас стал важным событием на Ямале как для интеллектуалов, так и для любителей здорового образа жизни. Мы предлагаем нашим читателям, посетителям абсолютно новый формат интеллектуального досуга. Это эмоциональные и полные смыслом спортивные прогулки в стиле скандинавской ходьбы с прослушиванием аудиозаписей. Таким, казалось бы, простым способом мы расширяем приверженцев здорового образа жизни и любителей чтения. Успех проекту обеспечивает регулярность. Мы ходим на прогулки еженедельно, а иногда даже несколько раз в неделю. И тщательно подобранный аудиоконтент. Мы готовим к каждому занятию по часовую программу. Что мы слушаем? Мы слушаем отрывки из литературных произведений. Это может быть как классика, мировая, отечественная, так и произведения современных авторов. Бывает, что слушаем мы и нон-фикшн литературу. В основном это такие легкие рассказы о счастье, о своем предназначении. У нас участники очень любят такое направление тоже. Разбавляя все это мы, конечно же, музыкой. Большое разнообразие книг в нашем фонде позволяет нам спланировать мероприятия самых разных направлений и тематики. Мы, допустим, ко Дню матери слушали рассказы Бориса Якимова «Говори, мама, говори». Ко Дню космонавтики мы слушали произведения Виктора Астафьева. Ну и хорошие книги, как говорится, всегда найдется повод. Что нам помогает, это, конечно же, наши беспроводные наушники, которые обеспечивают нам свободное перемещение по городу и участие в разминках. Впечатления от прослушанных произведений стали отличным поводом, чтобы собираться в библиотеке. Мы так заложили главную традицию проекта – это слушать, читать и общаться. И мы видим, насколько в людях есть насколько много желания именно собираться в кругу единомышленников и делиться своими впечатлениями и мнениями. Умный фитнес получил широкий резонанс среди городского сообщества. Люди приняли проект, стали предлагать свои книжки, моделировать свои маршруты. И благодаря тому, что скандинавской ходьбой может заниматься каждый, как вы видите на фотографии, проект объединил муравленковцев абсолютно разных возрастов, профессий, интересов. И что важно, в проект вовлечены также люди с ограниченными возможностями здоровья. Также умный фитнес является, стал таким, как одним из видов тимбилдинга. К нам записываются учреждения. Мы для них проводим отдельно занятия. Отмечу, что наш проект получил поддержку на уровне администрации города. Во-первых, пилотную прогулку мы провели с главой города Муравленко Еленой Викторовной Молдаван и ее командой. Ну, мне кажется, это самая лучшая реклама, которая может быть в нашем городе. Также мы участвовали в конкурсе «Бюджетная инициатива граждан», где мы выиграли грант и закупили необходимый инвентарь. Это, конечно же, палки в первую очередь. С кульминацией проекта стал совет глав выездной, который был в нашем городе. Все 13 глав городов и муниципалитетов Ямала у нас принимали участие в умном фитнесе. Тут вы видите, как это все проходило. К совету глав мы подготовили экскурсионную программу, уникальную. И в таком вот формате, наверное, не делал доклад никто, кроме нашего города. Мы рассказали в экскурсии о том, как начинался город, как он сейчас развивается и какие у него дальнейшие планы. Практика, как одна из самых ярких, у нас ушла в другие города. Здесь вы видите, что проект наш переняли коллеги из города Губкинский, это соседний город. Там они тоже начали устраивать экскурсии со скандинавскими палками и с наушниками.
Ну, конечно же, в первую очередь, «Умный фитнес» — это проект для людей. Каждая наша прогулка набирает в социальных сетях очень много положительных откликов. И даже вот смотрите, какой у нас появился талисман. Это нам связала наша постоянная участница. Отмечу, что наш проект — это партнерский проект. Мы сотрудничаем в первую очередь, конечно, со спортивной школой «Муравленко». Каждое занятие у нас проходит с участием профессионального тренера, который учит участников правильно ходить, подбирает нужный темп в зависимости от категории участников. Также мы в течение года приглашаем на наши занятия профессиональных фитнес-инструкторов. Это получается такое взаимовыгодное сотрудничество. Инструкторы получают дополнительную рекламу своих услуг, а участники возможность попробовать новый вид фитнеса. Коллаборации с действующими проектами, которые реализуются уже на базе наших учреждений культуры. Например, с коллегами из Центра интеллектуального развития детей и молодежи мы сделали такую уникальную краеведческую программу. Записали стихотворения местных авторов, легенды коренных малочисленных народов Севера. А в рамках проекта «Мама может» мы устроили такую вечернюю прогулку. Мы сотрудничаем также с другими учреждениями. В частности, это Муравленко Медиа, который оказывает нам информационную поддержку, городской архив, который помогает нам делать экскурсии. Отмечу, что вот это направление по экскурсиям у нас переросло уже в другой проект. Он называется «Слушай город». Мы запустили этим летом вторую экскурсионную программу. И, в принципе, продолжаем сотрудничество с нашим отделом. Так, для привлечения внимания мы, конечно, разработали и развернули широкую такую пиар-компанию, разработали бренд, логотип, медиаплан, где мы прописали все, что только можно, где мы будем публиковаться, когда мы будем публиковаться, что мы будем публиковать. В общем, решили так массированно подойти к продвижению проекта. И такая стратегия, конечно же, дала результаты. Мы увидели действительно, как у нас проект разошелся по всему городу. Также мы запускали лендинг на Тильде, чтобы мы там собрали всю необходимую информацию о проекте, что это такое, как это будет, как записаться, кому задавать вопросы. И, в принципе, тоже пользуется популярностью, потому что ты заходишь и все видишь в одном месте, что тебе нужно. Мы публикуемся также во всех крупных городских пабликах, активно сотрудничаем у нас со средствами массовой информации местными. Также мы запускаем еженедельно перед каждым занятием регистрацию в TimePad, где мы, чтобы понимать, сколько нам палок приготовить, сколько у нас должно быть наушников, и, в принципе, знать, кто примерно к нам придет. Так, мы еще отмечу, что я работаю над проектом, конечно же, не одна. У нас есть команда. Вот на этом слайде представлены 3 основных члена команды. Это я, Елена Степановна Емельяненко и Ирина Одеяненко. Это на самом деле очень круто, что у нас 3 человека, потому что когда ты еженедельно занимаешься одним и тем же, например, делаешь программы, постоянно один человек делает, ты все равно устаешь. А мы так получается, что разделили даже создание программ. У нас у 3 разные интересы, разные предпочтения как в музыке, как в литературе. Поэтому все наши программы получаются немножечко разными. Можно сказать, что у нас у всех есть свой неповторимый стиль, если можно так сказать. Такой подход у нас, конечно же, принес результаты. Сейчас мы видим, в прошлом году мы стали победителем всероссийского конкурса «Продвижение». В номинации «Продвижение социального проекта библиотеки» все-таки отметили наш такой подход хороший к продвижению проекта в городе, в интернете. Также в этом году с проектом «Умный фитнес» мы участвовали в премии «Мы вместе». В региональном этапе стали победителями и полуфиналистами международной премии «Мы вместе». Так, тут
Наши охваты за 2 года, получается, ну, чуть больше. Мы провели более 100 занятий, ну, тут это экскурсии и обычные прогулки. Более 3000 человек мы охватили. И на последнем слайде, ну, такое получается, как небольшое резюме, как вот у нас получилось реализовать проект, который действительно нравится людям, востребован у людей и который получает признание не только среди жителей нашего города и наших учредителей, но и жюри различных конкурсов и коллег по всей России. Ну, я думаю, можно не останавливаться подробно на этом слайде, потому что все это проговорили. Да, вот тут вы опять видите наших замечательных участников, счастливых и красивых, безумно. Все, наверное, если коротко. Постаралась быстро, потому что я и так вас задержала. Спасибо большое. Проект очень интересный и очень легко масштабируемый, да, на другие районы, на другие города. Действительно, есть о чем задуматься. У нас есть вопрос. Да? Есть вопрос из зала. Здравствуйте. 2 вопроса. Насчет вот этих специальных наушников, сколько они стоят? Стоят они, конечно, прилично. Вот прямо сейчас я не могу назвать вам сумму. Мы выигрывали гранты на закупку этих наушников. Если мы когда начинали проект, у нас уже были наушники, до этого был реализован другой проект, то мы летом еще буквально, наверное, в июне докупали их, потому что их не хватает. Если интересен производитель и сумма, я могу прислать все контакты и данные Юлии, например. А сколько штук вы приобретали? Например, на одну экскурсию 25 человек, 50 человек? Изначально у нас было 30 наушников, но мы летом еще запустили один проект, тоже это ответвление, получается, от умного фитнеса «Выкинь мусор из головы». Там мы еще закупили 50 наушников. Спасибо. А как происходит запись вот, аудиоотрывков? Используете ли готовые какие-то аудиокниги или сами все записываете? Мы используем отрывки как из аудиокниг, которые имеются в нашей библиотеке, так и записываем. Конечно, если это какие-то не очень популярные авторы, но у нас бывает такое, что тематически устраиваем прогулки, то, конечно, прибегаем к помощи коллег. У нас есть Центр интеллектуального развития детей и молодежи, это бывшая библиотека. Они оборудованы, то есть там у них есть микрофон специальный, наушники, чтобы себя слышать, и, как это называется, я уже не могу сказать. В общем, аппаратура для звукозаписи имеется, и они, конечно, приходят нам на помощь. Здравствуйте, Анастасия. Просто замечательный проект, прямо для души и тела. Скажите, а вы, значит, получается, выиграли конкурс по какому-то гранту, да? И что за конкурс это был? На закупку палок мы выиграли городской конкурс. Это бюджетная инициатива граждан. Я вот не знаю, как в вашем городе проводятся такие или нет. У нас какая система? Мы, как инициативная группа, выступили с предложением, а в администрации уже рассматривали. Ну, как грантовый конкурс такой местный, на местном уровне. Вот, если по финансированию. Спасибо. А так мы, конечно, да, на грантовые конкурсы больше подаемся, потому что нужны денежки Да, вот на обновление. Говорили как раз. Коллеги, еще вопрос? Еще? Угу. Здравствуйте, Анастасия. Спасибо. У вас очень понятный такой хороший проект. Ну, как говорится, все гениальное просто, да? И я вот хотела уточниться насчет
вашего вот мероприятия вы сказали, что вы готовите его ориентировочно, да, в течение часа, то есть он проходит у вас занятие каждое, да? И то есть вначале вы как-то изначально они у вас где-то люди записываются, и потом место встречи назначается, да? Как-то вот так это происходит. Меня немножко интересует вот этот технический момент. То есть вот они как-то записываются, потом вы встречаетесь в определенном месте, или они подходят сначала в библиотеку, потом вы идете куда-то, или и затем вы сначала какое-то говорите приветственное слово, что-то там, а потом надеваете наушники и уже в течение часа уже идете по определенному маршруту и слушаете, да? Или вот да, примерно все и происходит. Вот смотрите, мы, конечно, оповещаем, где собираемся. Мы собираемся всегда в библиотеке, потому что тащить палки по улице куда-то в определенное место, ну, это тяжело. Мы все-таки девушки, таскать тяжелое не хотим. Вот. Мы собираемся в библиотеке, экипируемся, выстраиваемся, ну, рассказываем программу, что мы же сегодня будем слушать и где будем ходить. Если кто-то из наших участников хочет повести по своему маршруту, он, конечно, тоже заранее нам это говорит. Объявляем маршрут, весело и дружно идем по маршруту и возвращаемся в библиотеку, где мы потом рефлексируем, делимся впечатлениями. Понравилось, не понравилось, что зацепило, может быть, какие-то предложения на следующее занятие. Вот так у нас проходят занятия. Всегда из библиотеки и всегда в библиотеку возвращаемся. Спасибо огромное. Мы коллегам тоже отправим контакты, да, презентацию, если вдруг что-то будет непонятно. Я думаю, Анастасия тоже с удовольствием вам ответит на вопросы, да, или проконсультирует по поводу закупки оборудования. Спасибо большое, Анастасия. Коллеги, мы с вами прощаемся сейчас с нашими онлайн-слушателями и переходим ко второй части, более активной с вашей стороны, да, которая будет называться воркшоп. С онлайн-слушателями мы прощаемся и сейчас расскажем, что будем делать дальше. И, ну, большинство, конечно, тут Евгения Никитична, но все внимательно послушала, да. Ну и каждый из вас работает, в принципе, со всеми краеведческими нашими проектами. Ну, не знаю, мне вот прям очень понравилось, и как-то все равно на все проекты, которые каждый раз смотришь, каждый раз кто-то делает, посмотрели совсем другим взглядом. Очень замечательно. Тем более, что еще раз повторюсь, что это закрепляет то, что мы услышали. Я сегодня прослушала все по Пушкинской карте, и я действительно такая, ого, вот это да. А проекты потом дальше, когда пошли от вас вопросы, если, допустим, там, где ароматы были, вы еще как-то так, и только смарт своими вопросами, как всегда, да, то там, где фитнес, ой, не фитнес, а ходьба, да, и там действительно у вас какой-то отклик вызвал этот проект, получается. Поэтому спасибо организаторам, что так, сделали таким образом, что привлекли все-таки совсем из других регионов наших коллег, вы их послушали, а в конце, ну вот таким образом, девочкам из Смарт большое спасибо. И я хочу сказать спасибо вам всем, кто принял здесь участие. Мне кажется, ну, вам тоже понравилось, потому что нам важно, чтобы вам нравились мероприятия, которые мы же для вас все-таки их делаем, так? И, в принципе, Розалия, я эту часть заканчиваю, ну, или вы еще что-то хотите, поэтому все же, да? Ну, я думаю, что от всех имени скажу, что спасибо большое, потому что очень много я взяла сегодня. Потому что по Пушкинской карте, по гению места, потому что это было очень много вопросов у меня, да, и сегодня как-то много чего прояснилось. Спасибо вам. Да? Всем большое спасибо, все молодцы и до новых встреч.